начнем. Чтобы 2 раза не повторять, нужно говорить мне в микрофон, потому что у нас идет онлайн-трансляция на ЕКТ.ру, на Ясе, на OneClick, да. Поэтому, чтобы 2 раза не повторять, я 1 раз в микрофон скажу, когда он заработает. Неравнодушные горожане, уважаемые руководители, эксперты, рад всех видеть на секции «Открытый Якутск». Секция проводится в рамках форума неравнодушных горожан. Мы сегодня с вами обсудим в течение 2 часов 2 блока. Первый блок – это презентация проектов. То есть здесь собрались инициативные люди, у которых есть свои проекты, они сейчас начнут их представлять. После этого мы перейдем к блоку живой дискуссии, то есть каждый здесь находящийся в зале сможет задать интересующий его вопрос напрямую к руководству, к экспертам города, поэтому прошу принимать всех. Самое активное участие, такая возможность выпадает очень редко, поэтому надо использовать ее по максимуму. И, пользуясь случаем, поскольку у нас присутствует глава города, хотел бы передать слово Александру Сергеевичу, чтобы также поприветствовал. Да. Добрый день, дорогие друзья. Мы тут с Виктором Николаевичем про движение добрых дел республиканское немножко заговорились, поэтому отвлеклись. На самом деле, конечно же, я очень рад сегодня здесь присутствовать на форуме неравнодушных горожан на секции «Открытый Якутск». Когда Антон Жандуров предложил мне участвовать здесь, я сразу согласился. Сразу предупреждаю, что я здесь участвую не как кандидат в главу на пост главы города, я здесь участвую как глава города. Я сегодня специально отозвался из отпуска. Имею на это законное право. Посему вот в таком качестве я сегодня здесь буду и как бы смотреть за проектами, отвечать на вопросы. Конечно же, то, что такой форум силами общественности в городе проводится, это замечательно. Я благодарен нашему Всероссийскому совету по местному самоуправлению, благодарен нашей общественной палате, которые выступили с такой инициативой. За эти дни прошло уже достаточно много разных мероприятий, самых интересных формах, начиная вот от баттлов, заканчивая воркшопами. Уже есть прямые, конкретные, натуральные результаты. Вот так мы пару дней назад открыли в Гагаринском округе уже для собак площадку для их выгула, первую, скажем так, очередь, которая была построена силами энтузиастов как раз в рамках реализации идеи, родившейся в ходе воркшопа в рамках форума неравнодушных горожан. Сегодня в секции «Открытый Якутск», конечно, я же тоже уверен, будут рассмотрены очень интересные проекты, которые касаются напрямую жизни тысяч и тысяч горожан. Мы уверены, что в ходе вот такого взаимодействия, в ходе обсуждения, обмена мнениями между общественностью и властями, конечно же, рождаются лучшие идеи, рождаются лучшие практики. Уверен, что те решения, которые в рамках вот разных секций нашего форума неравнодушных горожан будут приняты, они, конечно, лягут в том числе в основу нашей дальнейшей работы. Поэтому я всех поздравляю с началом нашей работы и желаю вот нашему форуму в целом и конкретно открытому Якутску, так, чтобы все у нас получилось. Успеха и удачи. Большое спасибо, Александр Сергеевич. Теперь разрешите представить первого инициативного горожанина. Это Марина Сантаева. Ее, думаю, многие знают, зоозащитник. Проблемы касаются нормативных актов, законопроекта о содержании домашних животных. Давайте послушаем. Прошу вывести презентацию на экран. Добрый день, уважаемые участники форума. Я для того, чтобы более наглядно показать то, чем мы занимаемся, вот мы подготовили небольшую презентацию, которую я вот сейчас начну показывать и немножко комментировать. Благотворительный фонд защиты животных «Белый бим» – это якутский фонд, он был зарегистрирован в декабре 2016 года, то есть вот совсем недавно. Мы очень молодая организация, я являюсь директором этого фонда. И одно из последних мероприятий, последних, я имею в виду, свежих мероприятий, которые мы провели, это... Так, кнопочка. Это ярмарка пристройства бездомных животных, которая была посвящена всемирной дате
Всемирному дню бездомных животных. Прошла она 19 августа, вот несколько дней назад, на площади Орджоникидзе. Были пристроены животные из пункта передержки, то есть это бездомные животные, только бездомные животные, и волонтерские животные. Вот они, это щенки, взрослые собаки, взрослые кошки и котята. Всего было пристроено на этой ярмарке 57 животных. 57 животных нашли новые дома. Вот это все наши подопечные. Все животные, я хочу отметить, передавались строго по договорам, то есть это не было избавление, скажем так, от животных, да, которые сами и так находятся в таких ужасных условиях. Все животные передавались по паспортам и при оформлении соответствующих договоров. Кроме того, фонд занимается, поскольку это зоозащитный фонд, мы занимаемся прикладным, скажем так, прикладными видами деятельности, если можно так сказать. Это спасение, в чистом виде спасение животных, вот, попавших в беду. Вот, допустим, тоже нынешний случай, это животное брошенное, собака, брошенная на дачах, то, с чем мы сталкиваемся каждый сезон. Вот сейчас, кстати, осень, заканчивается дачный сезон, и вновь будет наплыв этих животных в городе Якутске, брошенных животных, которые были взяты на дачу весной, и по осени они вот оказываются выброшенными. Так вот, одно из животных попало в капкан, брошенное, мы поймали его, эту собаку привезли в клинику. К сожалению, капканом лапа была повреждена настолько, что ее пришлось ампутировать. Сейчас этот пес находится у одной из наших волонтеров, то есть он пристроен, он домашний пес, благополучный, прекрасный, замечательный, очень красивый и добрый пес. Еще один случай, недавний, тоже жертва, тоже беспечности человеческой, сбитая собака на Портовском шоссе. Чудовищный случай. Показываю эти фотографии не потому, что хочу вас ужаснуть там или что-то, как-то вызвать какие-то неприятные эмоции, наоборот. Эта собака была сбита машиной и брошена умирать. Мы нашли ее в ужасном состоянии, у нее там был прокушен язык, в общем, выбит был глаз. Животное находилось между жизнью и смертью несколько дней, и в итоге глаз удалили, но язык у него, вот как видите, вернулся туда, где он должен был быть, в полость рта. Но глазик один удалили, да. Но животное абсолютно сейчас практически полноценно. Конечно, инвалид с одним глазом, лапка немножко там у него пострадала, но в целом собака жива и, в принципе, ведет полноценную жизнь. Вот еще один наш пациент, это котик, которого вы, наверное, знаете, читаете, что сейчас у нас поветрие какое-то, выбрасывают котов, кошек, собак с балконов многоэтажек, они подвергаются, естественно, они травмируются очень сильно, ломаются там и ноги, лапы, и хвосты, и челюсти. Вот один из котиков, у него была полностью переломана челюсть, ее собрали, в общем, прооперировали, и сейчас котик идет на поправку. То есть, вот такие животные, таких случаев очень много, это практически ежедневные случаи, с которыми сталкиваются волонтеры. Еще одна собака наша, это черныш, тоже подобрали недавно в августе, пострадал от наезда машины, очень крупной большегрузной машины, и гнил заживо вот в течение месяца. Мы его подобрали вот в таком страшном состоянии, когда он уже не мог ходить, и лапа вот загнила, отвалилась, или он ее отгрыз, мы не знаем. В общем, практически без лапы он был найден, пес умирал, и отвезли его в клинику, в общем, лапу пришлось ампутировать, вот ту, которая не целая, да, ее еще, то есть ее целиком удалили. Вот, сейчас пес тоже идет на поправку, великолепный, прекрасный, добрейший, контактный пес, которого выбросили просто на улицу недобросовестные хозяева. Наш фонд очень плотно сотрудничает с пунктом передержки. Мы зимой помогали вот с кормами, кормили животных, выгуливали, в меру сил, конечно, потому что сил и возможностей у нас не так много, как хотелось бы. Помогали и кормами, вот сухими,
и каши привозили, варили. В общем, ну, по мере возможности вот, осуществляли помощь и медикаментами в том числе. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы был принят федеральный закон, который с 2011 года никак не может быть принят. И мы активно занимаемся, то есть активно поддерживаем зоозащитников российских, которые ну, непосредственно занимаются нормотворчеством, да, ну, влияют на принятие этого закона в смысле вносят какие-то изменения, правки. То есть мы поддерживаем с ними связь. И вот одна из наших акций была в поддержку закона, принятия закона об ответственном обращении с животным, федерального закона. Ну и про нас часто говорят, что мы много болтаем и ничего не делаем. Так вот, еще один вид нашей деятельности – это стерилизация беспородных животных, которые мы производим на собственные средства. То есть у нас несколько человек, буквально горстка людей вносят свои собственные деньги. На эти деньги мы стерилизуем животных у граждан. Малоимущие могут это сделать бесплатно в клиниках Поливет и Дарвин по договоренности с нашим фондом. То Марина, есть можно? Да. Марина, можно? Вот это Да. Антон здесь, да. Очень полезным делом занимаетесь. Да, вот здесь присутствует департамент ветеринарии, да, вот Лариса Макарова. Здесь есть представитель Илтумена Виктор Николаевич. Да, вот, может быть, вы какой-то конкретный вопрос или предложение озвучите? Да, это сейчас я чуть ниже озвучу. Ну вот наши пациенты и наши растяжки, которые мы тоже сделали на собственные средства. Ну, то, что касается работы фонда. Далее, мы вчера, не далее, как вчера, мы инициировали проведение круглого стола, на котором присутствовали представители департамента ветеринарии и окружной администрации, и административных комиссий. Мы обсуждали очень большой круг вопросов, в том числе и республиканский закон о порядке содержания кошек, собак и экзотических животных и об ответственности их владельцев. И вот как раз-таки по итогам этого круглого стола мы обсудили ряд предложений, которые мы хотим сегодня озвучить для внесения их в резолюцию. Эти, естественно, предложения носят рекомендательный характер, потому что мы общественная организация, мы не можем как-то там влиять по-другому. То есть мы просто можем рекомендовать каким-то организациям посодействовать в решении проблемы, которая нас волнует, ну, как зоозащитный фонд, это проблема сокращения численности безнадзорных, бездомных животных. Я их зачитаю, их всего 5 этих предложений. Мы хотели бы рекомендовать Государственному собранию УТМН внести поправки в закон республиканский, который я назвала, о порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев, не дожидаясь все-таки принятия федерального закона, потому что он, ну, мы не знаем, будет ли он принят в сентябре, как об этом сейчас говорится. Да? Точно так же говорилось о том, что он будет принят в марте, потом, что он будет принят в июле, сейчас перенесено рассмотрение на сентябрь. То есть мы постоянно ждем принятия этого федерального закона, и в итоге в республике ситуация, ну, уходит из-под контроля, потому что то, что сейчас наблюдается в городе, количество бездомных животных, подброшенных животных, маленьких котят, щенков, это сродни экологической катастрофе, поверьте, вот людям, которые с этим ежедневно сталкиваются. То есть эти коробки бесконечные, подброшенные. Несколько предложений в этот закон мы оформили вот в виде предложений. Мы хотим передать Виктору Николаевичу. Да, конкретные очень предложения с указанием статей там и так далее. Сделать чипирование обязательным, во-первых, да, и вот что касается новой нормы о обязательном ношении намордников там, всех пород собак от 3 месяцев и выше 25 сантиметров холки, вот эту норму мы предлагаем пересмотреть до ее принятия Госсобранием. Дальше. Департаменту ветеринарии мы просим рекомендовать предусмотреть все-таки средства на проведение стерилизации собак и кошек в государственных ветклиниках и на базе ЕГСХ. То есть мы просим помощи государства и муниципалитета в этом важном деле, потому что стерилизация на сегодняшний день является самым гуманным и самым действенным способом регулирования численности бездомных животных. Также мы просим усилить контроль за расходованием дорогостоящих лекарственных средств на проведение гуманной эвтаназии в пункте передержки животных Якутска.
В частности, речь идет о наркотических препаратах. Это все департаменту ветеринарии предложение. Дальше. Рекомендовать административным комиссиям республики и города в целях повышения ответственности владельцев собак регулярно проводить рейды совместно с представителями общественности по соблюдению правил благоустройства Якутска, то, что Николай Сергеевич вчера мы с вами обсуждали, в части, касающейся правил выгула собак, соблюдения этих правил. Рекомендовать МУП Жилкомсервис совместно с департаментом ветеринарии провести аттестацию ветеринарных врачей пункта передержки с приглашением представителей зоозащиты. Тоже вчера обсуждали. Рекомендовать департаменту ветеринарии республики усилить контроль за соблюдением в пункте передержки животных порядка организации проведения на территории республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В частности, речь идет об исполнении 4 статей порядка. Это статья 3.2, 3.12, 3.13 и один номер я, к сожалению, мы потом обсудим. Это положение, касающееся обязательной стерилизации, чипирования, карантинирования, запрета отлова в присутствии несовершеннолетних, выпуска безнадзорных животных в среду обитания, то есть только после стерилизации. То есть статьи, которые на сегодняшний день не соблюдаются пунктом передержки. Рекомендовать клубам собаководства усилить контроль за разведением породных животных с целью регулирования их численности и в необходимых случаях вводить полный мораторий на их разведение. Речь идет о породных животных. И усилить работу с населением, имеющим собак и кошек, всех уже, и породных, и беспородных, с документами, без документов, по ограничению размножения животных вплоть до запрета на их разведение. Тоже этот вопрос каким-то образом надо обсуждать с организациями, которые уполномочены этими вопросами заниматься. У меня все. Спасибо. Да, спасибо, Марина. Вот можно, если кратко, какое-то резюме от департамента ветеринарии, от Элтумен и от главы города. Мы можем передать, да, эти письма? Ага. Добрый день, уважаемые участники форума. Вопрос не новый, конечно. Но на самом деле республика и правительство делает все возможное. На самом деле мы являемся пионерами фактически по тем законодательным актам, которые приняты у нас в республике. Это, во-первых, мы в 2002 году уже приняли закон о содержании собак, кошек, экзотических животных. Правила содержания собак, кошек приняли постановлением правительства еще в 2004 году. В 2014 году приняли закон о передаче полномочий муниципальным образованием по регулированию безнадзорных животных. Также правила по обращению с безнадзорными животными. Фактически тот перечень нормативно-правовых документов, он у нас имеется. И это не во всех субъектах, хочу сказать. Деньги выделяются не такие уж маленькие. Хочу сказать о том, что средства выделяются из государственного бюджета. На сумму в первый год у нас выделялось 57 миллионов на эти цели. Потом 43 миллиона, это в 2014 году, в 2015 43, затем 33 и в 2017 году 24 миллиона. Фактически, если сказать, почему такие средства выделяются, то есть уменьшается, то если взять по количеству безнадзорных животных, у нас с каждым годом все-таки количество отловленных уменьшается. Если у нас первый год это было у нас 16 тысяч отловлено безнадзорных животных, то на сегодня у нас в прошлом году по итогам года 7 тысяч, за 2017 год за 7 месяцев 5 тысяч. Лариса Это Ивановна, говорит о том, что у нас... Я прошу прощения. Я не туда пошла, да? Да, можно просто на предложение активиста. На предложение, да, хорошо. Хорошо, значит, но я хочу сказать о том, что мы все предложения принимаем. На самом деле, когда мы, хочу сказать спасибо, что наконец-то организовался такой общественная организация, которая уже дельные предложения включает, потому что в течение последних 15 лет от общественных организаций мы ни одного предложения по по внесению не поступало. Нужно об этом честно признаться. Также и мы очень много сами отправляли предложений по закону через депутатов наших в Государственную Думу.
и также направляли предложения о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными. Надеемся, что наконец-то он в этом году будет принят. Но сейчас у нас на сессии осенней будут рассматриваться поправки к закону о содержании собак и кошек, экзотических животных, о том, что вот по намордникам, да, там мы внесли изменения о том, что это 3 месяца, чтобы намордники надевались, и в холке не менее 25 сантиметров. Мы не сами это придумали. Этот пункт уже указан в проекте Российской Федерации об ответственном обращении с животными. Но, в принципе, это ваше предложение, конечно, выносить, будем рассматривать. По стерилизации, значит, потому что государственный бюджет у нас на стерилизацию, к сожалению, у нас есть ведомственный перечень государственного задания, а бюджет нам предусматривает только на сельскохозяйственные животные продуктивного характера. То есть, кто дает молоко и мясо. Вот на это на государственное задание деньги дается. На собак, кошек, к сожалению, как бы мы ни просили по перечню ведомственным по Министерству финансов, эти средства у нас, то есть на собак, нету государственного задания. Поэтому здесь нужно как-то другими способами, скорее всего, прорабатывать. Потом по соблюдению, по аттестации, по всем другим предложениям, здесь их было достаточно много, мы их воспринимаем, мы совместно работаем, все, что в наших усилиях, будем в дальнейшем сотрудничать. Большое спасибо, поэтому Ну, я еще надеюсь, много можно рассказывать. Да, я надеюсь, что вы между друг другом будете коммуницировать очень плотно. Пожалуйста, буквально в 2 словах Илтумен Виктор Николаевич. Это я, да, видимо? Да. Здравствуйте. В 2013 году, когда Госсобрание Илтумен 5-й созыв стало работать, первыми законами значимыми, которые приняли, это по борьбе с пьянством и алкоголизмом и о порядке содержания собак и кошек. Еще Елена Тихоновна написала, что ж ерундой занимаетесь, собак и кошек рассматриваете. Я считаю, этот закон достаточно значимый. Предложение Марины Сантаевой заслуживает внимания. Я готов выступить с законодательной инициативой, совместно с ней отработав данные вопросы. Ну и во-вторых, в Госсобрании Илтумен все-таки придерживается того, что законов Российской Федерации ждать не надо. Это ждать у моря погоды называется. Нам лучше инициативу перехватывать и внедрять те предложения, которые разумные. Вопрос по тут финансово-экономическое обоснование, видимо, придется делать. Тут надо будет на месте с вами поработать, с экономистами, с вами. В принципе, я так посмотрел, ну, предложения разумные. Можно поддержать. Спасибо. Отлично. Арсений Сергеевич, ваше слово. Добрый день. Ну, мы с госпожой Сантаевой достаточно часто общаемся так на тему бродячих животных, в том числе опосредственно через социальные сети с ее подругой, так, госпожой Ахмедовой. Вот, я не скрываю, так что она сюда приезжала по просьбе некоторых наших защитников. Ну, давай не будем, Марина, говорить, нет, она нет, и так далее. Походя облила грязью весь Якутск, всех его горожан. Так обещали на нас там ядерную бомбу сбросить, там, начиная проклятие на всех жителей и так далее, это все было. Поэтому вот мы, когда говорим о зоозащите, очень красивые слова, мы всегда как бы должны понимать, мы все-таки за собак или мы все-таки против конкретно каких-то людей, так? Вот здесь очень простой подход. Вот то, что Марина сказала, как фонд, который она представляет, я в принципе поддерживаю именно с точки зрения того, что работа должна идти в части гуманизации, в части ответственного обращения наших жителей с собаками, чтобы в конце концов мы перестали бросать этих собак на своих дачах. Вот мы с Лидией Шараповой недавно были на встрече на птицефабрике, и она прекрасно помнит, сколько там жителей так возмущалось и Ахмедовой, так, и тем, что как поступают безответственные хозяева со своими собаками на своих дачах. Так. И разговоры о том, что давайте мы собак будем обратно выпускать, я думаю, что в районе птицефабрики, например, населением города на 99,9% не поддерживается. На самом деле здесь идет, за красивыми словами, речь очень простая. Мы за то, чтобы пожизненно содержать бродячих собак за счет государственного бюджета республики, или против этого? Вот если мы говорим, что да, у нас настолько много денег, что мы можем позволить себе лишних несколько десятков миллионов потратить на то, чтобы собак содержать пожизненно, вопросов нет. Так? Госбюджет, еще раз говорю, пункт передержки полностью содержится за счет субсидий из государственного бюджета. Здесь Лариса она абсолютно правильно говорит. Насколько им субсидии выделяет Минфин, настолько денег они нам передают. Мы их осваиваем, и мы отчитываемся.
Там сегодня, если я не ошибаюсь, 10 дней, так, да, Лариса Ивановна, по закону. Все, после 10 дней мы собак не имеем права содержать. Мы в прошлом году, точнее в этом году, в текущем, пробовали за счет своих средств какие-то решения принимать, там, содержать и так далее. Некоторые, после того, как у нас убытки превысили несколько миллионов рублей, нам уже и надзорные органы сказали, чтобы мы не увлекались ни исполнением ни своих полномочий. Так, и не, как бы в рамках действующего законодательства строго предписали все-таки все нормы здесь исполнять четко. Поэтому предложения, в принципе-то, они правильные. Так? Только еще раз говорю, мы готовы ли на это идти сегодня как общество, да? Тратить на это дополнительные, еще раз говорю, не очень дешевые средства. У нас одна та же операция по стерилизации, кастрации где-то порядка, если в среднем вывести, 3000 рублей, наверное. Так же, Марина? Если в целом говорить, от 2 до 5 тысяч рублей операция достигает. Это только операция. А после операции собака должна, минимум недели 2 содержаться. Минус 50 же мы собак не будем на улицу выбрасывать, так? После операции. Еще раз говорю, речь идет на самом деле достаточно о больших средствах, поэтому здесь бежать впереди паровоза, впереди России я вообще особого смысла-то и не вижу. Так? Тем более закон этот очень активно дискутируется, и на уровне Российской Федерации закон-то тормозится именно потому, что сегодня идет на самом деле большая дискуссия по поводу того, мы безнадзорных животных будем пожизненно содержать или не будем, все-таки их будем через определенное время непристроенных собак и так далее каким-то усыплять уже. Вот на самом деле, если говорить, называть вещи своими именами, то только так. Спасибо. Приглашаем следующего активиста, инициативную представительницу города Якутска, Наталью Иванову, реаниматолог, врач, автор проекта «Школа первой медицинской помощи». Я рада приветствовать всех вас в рамках форума неравнодушных горожан. Раз мы все здесь находимся, значит, мы волнуемся за жизнь нашего города, да? И каждый из нас вносит свой вклад в развитие города Якутска. Значит, я врач-анестезиолог, реаниматолог, зовут меня Наталья Иванова. С начала этого года в рамках Года добра я организовала работу школы первой помощи. Целью обучения населения навыкам первой помощи. Почему на сегодняшний день это так актуально? Поскольку та же статистика говорит, что по России каждый год умирает 180 тысяч человек от несчастных случаев. Да? И в большинстве случаев несчастные случаи происходят при свидетелях, которые могли бы оказать первую помощь. Данный показатель по Якутии составляет 2000 в год, и большой тенденции к снижению, к сожалению, не наблюдается. Значит, весной совместно с порталом ekata.ru мы провели опрос населения, где приняли участие 6 тысяч человек, и больше половины не умеют оказывать первую помощь. На самом деле в жизни и в практике это показатели гораздо хуже и плачевнее. Вот почему я занялась организацией школы первой помощи. Значит, что такое первая помощь? Тут некоторые, путают, что такое первая медицинская помощь и первая помощь. По федеральному закону о здоровье первая помощь – это тот вид помощи, который оказывается до первой медицинской помощи и может быть оказана любым человеком без специального на то образования. Значит, здесь все сидящие должны оказывать первую помощь. Я и сын Сергеевич, и Антон Жандоров, да, и я в том числе. Значит, это очень важно, и об этом говорится и в Уголовном кодексе, когда человека оставляем заведомо в тяжелой ситуации. Значит, чему учит школа первой помощи? Естественно, включает и теоретическую базу, и практическую, где отрабатываем первую помощь при кровотечениях, при судорогах, при инсультах, инфарктах, значит, при аспирации народного тела и так далее. Обучаю методам сердечно-легочной реанимации. То есть я учу тем простым навыкам, методам, руками и своими знаниями помочь пострадавшему человеку, больному, и тем самым спасти жизнь. Это не пустые слова, потому что статистика говорит, что при своевременно оказанной первой помощи выживаемость больных после тяжелых травм увеличивается аж до 80%. Значит, что проделано на сегодняшний день школа первой помощи с начала года? Значит, организовано более 60 занятий бесплатных школ первой помощи, выездных в организации.
Значит, написан цикл статей в газетные издания, в интернете ЕКТ.ру были написаны статьи, значит, и был снят видеоролик «Первая помощь. Что мы знаем?». Я очень надеюсь, что хоть кто-то из вас, из присутствующих, видел этот ролик. Были вовлечены актеры Саха-театра, за что им я безмерно благодарна. Значит, ну и многое другое, значит. Мои предложения для улучшения работы школы первой помощи. На мой взгляд, если мы разработаем мобильное приложение «Первая помощь» с максимальным уклоном на наши климатические и территориальные особенности, это будет очень хорошо. Представьте, что вы попали в какую-то несчастную ситуацию, да, и вы открыли мобильное приложение и посмотрели, как помочь пострадавшим или себе. Значит, почему климатически? Потому что мы больший уклон будем делать на обморожение, на охлаждение, да, и на транспортировку тех же пострадавших, если вы находитесь далеко от центра, где находится лечебно-профилактическое учреждение. Значит, первое – мобильное приложение. Я думаю, что это обязательный момент ввиду современных технологий. Значит, второе – нужно снять адаптированный видеоролик для трансляции по телевидению, интернету, значит, в местах массового скопления людей. Я имею в виду аэропорта, автовокзалы и торговые центры. Значит, представьте, если мы хотя бы один раз в день будем крутить этот ролик в течение года, то волей-неволей, пассивно люди начинают понимать, что такое первая помощь, и обучатся методам первой помощи. Значит, дальше нужно, значит, выпустить листовки бесплатные, где будут, значит, подробно описаны, что делать при тех или иных ситуациях, и они будут как раздаточный материал находиться и в больницах, и в других местах. Дальше, значит, нужна хорошая социальная реклама, чтобы люди поняли, что существует такая проблема дефицита знаний по оказанию первой помощи. Да? Чем чаще мы будем говорить и больше на эту тему до людей дойдет, что надо учиться этому. И навыки-то совсем простые, чтобы помочь пострадавшему человеку. Дальше сугубо личное такое пожелание. Значит, для проведения занятий каждый раз я беру манекен либо в симуляционном центре медицинского института, да, либо в медколледж, что не очень удобно, они очень тяжелые. И мне хочется мобильный функциональный манекен. Это мне облегчит и мой труд. Дальше нужно специалистов школы первой помощи, врачей, которые работают у нас, обучить методам первой помощи в центральных вузах для более качественного обучения населения. Почему я сюда пришла? Да, я хочу быть услышанной не только в пределах этого зала, а получить реальную поддержку в жизни для реализации моих проектов. Спасибо, Наталья. Представитель Министерства развития гражданских инициатив Иван Луцкан. Есть у нас какие-то меры поддержки таких активных граждан? Да, конечно. Наталья затронула весьма актуальную тему оказания первой помощи. То, что все, в принципе, мы должны с вами знать и уметь, и этим навыкам учат и водители, когда они проходят подготовку. И каждый из нас в случае необходимости должен уметь хотя бы элементарно какие-то первые моменты вот, в случившейся ситуации оказать медицинскую помощь. Что касается поддержки по линии министерства. Ну, вы знаете, что Минобщество поддерживает гранты в рамках НКО, то есть если создается некоммерческая организация, мы можем выделять субсидии в рамках конкурса до 1 миллиона рублей. Как раз, в принципе, и вот я так прикинул, то, что, о чем вы говорили, это закупка манекена, ролики создания, это где-то вот в эту сумму наверняка и выльется. У нас следующий конкурс будет объявлен на следующий год, 2018 год, но главное требование, чтобы НКО существовало более года и сдавала отчетность Минюст. В принципе, вы можете воспользоваться еще общественной организациями, которые уже действуют на территории республики, которые схожие уставные цели и задачи, и без проблем принять участие с учетом приоритетности. Я думаю, здесь речь идет о поддержке.
Вот это как один из механизмов. Документы школы первой помощи находятся только в Минюсте, значит, мне нужно еще год отработать, чтобы получить поддержку с Министерства здравоохранения. Да? Нет, это с Минобщества. Есть еще по линии Министерства по делам молодежи конкурсы проводятся, как раз-таки, там тоже можно заявиться. И есть у нас конкурс по линии города Якутска, Айсен Сергеевич тоже может, наверное, Вот Айсен Сергеевич хочет как раз дополнить. Замечательный проект, он абсолютно для нас, для города нужный. К сожалению, очень много несчастных случаев, как раз в том числе с летальным исходом, происходит из-за того, что нет у нас людей, которые быстро среагируют и быстро смогут оказать своевременную такую помощь. Так? Поэтому я считаю, что этот проект очень хороший. Я уже в медцентре про это говорил, когда мы встречались, что нужно этот проект подавать на народный бюджет. Уверен, что у него будет большая поддержка. А когда это народный бюджет сроки? Но вы знаете, вот сейчас мы уже будем принимать заявки ближайшие, уже с октября месяца, как раз на 2018 год. Спасибо. Ну что же, Наталья, вы занимаетесь очень нужным делом. Вам, в принципе, подсказали, это лишь те немногие возможности, которые есть, но с них стоит, я думаю, начать. Приглашаем, пожалуйста, выступить со своим проектом руководителя инициативной группы женщин УКТЭЛ Алена Алексеева. Добрый день. Хочу поблагодарить организаторов данного форума за предоставленную возможность выступить, за саму идею и за подобный формат, потому что это, безусловно, необходимое мероприятие в нашем городе. И также хочу поблагодарить горожан, которые собрались в этом зале. Нас много, и мы неравнодушны, и это важно. Так, слайдами же я сама управляю. Тема моего выступления сегодня посвящается женщинам. Моя личная убежденность в том, что счастливое общество невозможно без того, что женщина в нем счастлива. Женщина – это основа благополучия, женщина – это основа благополучия общества. И нельзя говорить о благополучии общества, если женщина лишь носит маску этого счастья, благополучия или успешности. Нельзя говорить о здоровье в обществе, если каждый день от психологического давления в семье страдают женщины и дети, если каждый день в результате бытового насилия получают серьезные увечья или погибают несколько десятков женщин. И нельзя говорить о будущем гражданского общества, если женщина не уверена или боится завтрашнего дня. Эта история вообще вся, с которой я сегодня выступаю, началась с того, что однажды в марте я опубликовала публикацию одну в Инстаграм, после которой моя социальная сеть буквально взорвалась от комментариев и большого числа личных историй моих подписчиц. При этом сообщения шли и шли, и до сих пор идут, и продолжают писать женщины, теперь уже абсолютно на разные темы, но все они касаются взаимоотношений в семье, взаимоотношений с партнерами, взаимоотношений с детьми. Я продолжаю поддерживать связь с этими женщинами, которые обратились ко мне либо за советом, либо просто за возможностью выговориться, поскольку им, как правило, не к кому обратиться. Некоторые, их меньшинство, смогли выйти из этих ситуаций, и, конечно, как правило, это происходило посредством развода или разрыва отношений с партнерами. Они пишут о том, что стали дышать свободнее, что отсутствие страха – это, как оказалось, главное счастье на земле. У других, к сожалению, я констатирую все признаки депрессии. Это полная апатия, отсутствие интереса к жизни, существование как бы по инерции, внешнее поддержание успешности и благополучия. Есть часть женщин, которые взяли за себя, стали заниматься личным развитием, самопознанием и стремятся к осознанной жизни. На слайде вот отрывок из сообщения молодой женщины, которую муж избил, когда она была беременна. Избиение беременных оказалось тоже довольно распространено. Некоторые мужчины не выдерживают искушения властью, так скажем, да, когда женщина полностью находится на содержании. Поэтому беременные женщины, к сожалению, входят в группу риска, что само по себе звучит дико. В общем, в ходе такого общения открылось совершенно нестандартное положение дел. Я, честно признаться, была в шоке. В шоке от всей этой реакции, от шквала этих сообщений. Почему нестандартное? Сколько сейчас негатива в новостных СМИ? Довольно много, да?
много насилия совершается по отношению к детям. И это хорошо, что общество не замалчивает эти случаи. На государственном уровне принимаются меры по защите детей. На уровне страны, на уровне республики. Мы, общество и неравнодушные горожане, тоже хотим внести свою энергию на решение этих проблем. И ведь одна из ключевых проблем в части именно женского насилия – это выявление этой проблемы. Если женщина готова об этом сказать, пусть анонимно и без надежды на решение, это уже большой плюс. В этой связи надо отметить, что чем больше публичных личностей, политиков будут обращать внимание на эту проблему, тем сильнее будет ответная реакция. Я думаю, всем известно, что деятельность возглавляемой первой леди нашей республики, движения «Матери России», нашло большой отклик в обществе. Таким образом, задана высокая планка работы по общественным инициативам. Вот в зале также присутствует Марина Сергеевна Силкина. Добрый день. Первый председатель Якутской городской думы, председатель общественной организации «Лига женщин» города Якутска. Хотелось бы тоже, наверное, пару слов услышать в конце и от вас. Алена, предложение? Сейчас, подождите секунду. Вот, а сколько в СМИ информации по насилию взрослых в семье? Самый мизер. И какая реакция? Реакция соответствующая. Принят закон о декриминализации бытового насилия. В городе у нас есть кризисный центр, но он, к сожалению, всего один. И он обслуживает в год порядка 60 женщин. Хотя обращений в разы больше. И это только те, которые осмелились, только те, которые решили публично заявить о том, что происходит в их жизни, что происходит в их семье. Ладно, я не буду тогда приводить статистические данные, потому что это займет достаточно много времени. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, 38% всех женщин в мире были убиты именно в семье, были убиты своими партнерами. Это такие страшные цифры, которые заставляют задуматься. Как правило, конечно, факторы, которые влияют, факторы риска, это низкий уровень образования, касающийся одинаково и жертв, и насильников. Жестокое обращение в детстве, это также касается и жертв, и насильников. Наблюдаемое насилие в отношениях между родителями, вредное употребление алкоголя, терпимость к насилию, гендерному неравенству – это все факторы, которые влияют одинаково на появление и людей, совершающих насилие, и жертв этих насилий. Разногласия между супругами и неудовлетворенность супружеской жизни также касается обеих сторон. Последствия для здоровья женщины тоже, наверное, не стоит детально рассматривать, они и так понятны. Это последствия как на физиологию женщины, так и на психологическое и психическое состояние. Депрессии, посттравматические стрессовые расстройства, проблемы со сном, вплоть до расстройств с пищеварением, головные боли, боли в спине, ограниченная подвижность, плохое общее состояние здоровья – это все, что получает женщина в итоге. То есть каким образом вообще можно говорить о здоровом или благополучном обществе, если женщина и психологически нездорова, и физиологически? Я хотел бы отметить, что у нас сейчас, помимо сидящих в зале, смотрят онлайн-трансляции на ЕКТ.ру, на Ясе. Да, я думаю, что очень много девушек и женщин смотрят, поэтому, завершая ваше выступление, хотелось бы, чтобы вы какой-то призыв и предложение озвучили. Призыв, прежде всего, конечно, хочется эту тему окончательно поднять, разворошить, то есть замалчивать уже бесполезно. Я тут хотела вкратце пройтись по своим семинарам, для чего я их проводила и что ставила целью своей, да, можно вот пока прочитать. Цели и задачи, которые ставит наша инициативная группа, это привлечение внимания общества к проблеме семейного насилия посредством съемки и проката фильма социальной направленности. У нас уже написан сценарий, у нас уже собрана рабочая группа. Естественно, дело, как обычно, за малым – это найти средства для съемки. Планируем участвовать в конкурсах на получение грантов. Вторая цель – это создание центра бесплатной анонимной психологической помощи женщинам, потому что на данный момент, к сожалению, женщины не могут получить консультацию бесплатную анонимно. То
То есть в любом случае это какого-то рода регистрация, будь то по телефону, будь то с предъявлением каких-либо персональных данных. А многие просто замалчивают, потому что стыдно. Создание сайта со всей информацией, необходимой для женщин, попавших в кризисную ситуацию, публикация материалов, направленных на укрепление института семьи и семейных отношений, обязательное ведение статистики по республике. Дело в том, что когда мы встречались с психологами пенитенциарных учреждений, они говорили о том, что очень мало данных имеется вот у нас по республике. То есть мы хотели спросить, допустим, есть ли какая-то характеристика по улусам республики, как-то влияет, допустим, распространение этой проблемы при удаленности от центра, или это повсеместно одинаковое процентное соотношение. То есть эти данные, к сожалению, не ведутся. Также мы бы хотели объявить какой-то из последующих годов годом женщины и провести ряд различных мероприятий в рамках этого года. В общем, на данный момент мы пытаемся сделать все собственными силами, но будем рады любому содействию, любой помощи, любому участию со стороны неравнодушных граждан и горожан и со стороны представителей власти. Большое спасибо. Алена, я думаю, что Николай Тастыгин как-то вкратце может прокомментировать ситуацию вообще с домашним насилием, что делать. Добрый день, уважаемые участники форума. Мы затронули, конечно, тему такую, да. На сегодняшний день у нас вот все обращения, как вы сказали, граждан, они в обязательном порядке проходят регистрацию. То есть анонимно могут только вот телефон доверия обратиться, да. Но в любом случае нам необходимо для того, чтобы провести проверку, знать же, куда нам ехать, да. Поэтому здесь все-таки любое обращение, оно должно все-таки пройти регистрацию. Согласно нашего приказа 736 МВД Но России, речь-то здесь как раз-таки о том, что мы бы хотели дать возможность женщинам обратиться анонимно и не обязательно в органы, да, а просто получить какой-то совет, просто получить грамотную консультацию юридическую и психологическую прежде всего. Я понял вас. Но эту работу у нас в основном на территориях проводят это участковые уполномоченные полиции или же инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, как статистика сейчас нас показывает, да, вот мы с начала года провели очень много рейдовых мероприятий на профилактику именно бытовой преступности. И в связи с этим вот у нас и, получается, есть определенные показатели, динамика идет в лучшую сторону, то есть у нас идет снижение регистрации вот преступлений именно на бытовой почве на 31,6%. А закон о декриминализации как-то сыграл роль свою в этом? Ну, здесь декриминализация, она, в принципе, да, свою роль играет. То есть люди, которые вот тираны, скажем, да, ранее, которых мы сразу привлекали к уголовной ответственности, или же институт мировых судей обращались, то сейчас они все равно в административном порядке по 61.1 все равно привлекают. И в течение года при повторной таком обращении, то есть мы уже человека привлекаем к уголовной ответственности. То есть здесь он от ответственности все равно не уходит. Спасибо. То есть мы сейчас очень интересную информацию услышали. Я думаю, что та женская аудитория, которая слышала нас, она сейчас поняла, что есть лидер, есть неравнодушный горожанин, который этой темой занимается довольно серьезно. И я думаю, что к вам теперь будут еще, может, больше обращаться людей. А вот Александр Сергеевич хочет сказать. Да. Тема на самом деле очень важная. Алена молодец, что такой серьезной на самом деле и непростой темой занялась в нашем городе. Хочу сказать, что в принципе в нашем городе постепенно созревает уже потребность в том, чтобы у нас была такая, я не скажу, что социальная служба, но на базе какой-то вот общественных организаций был создан единый банк, куда люди могли бы со своими трудными жизненными ситуациями обращаться. И женщины, и подростки, и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас, к сожалению, на сегодняшний день, я вот сталкиваясь практически ежедневно с такими проблемами, вижу, что у нас очень разрозненная база данных даже. Да. Вот у каждой общественной организации, а их у нас много, и это очень хорошо, но у них базы все разные. А вот такого единого
центра, где в конце концов эти же организации могли бы между собой обмениваться, помогать друг другу и так далее, у нас нету. И вот здесь, наверное, может быть, это, наверное, но это однозначно нужно делать не на базе государства. Государство все испортит, это 100%, так, забюрократизируем моментально. Надо это делать на базе общественных организаций. Я вот думаю, что, может быть, мы после выборов, так, Марина Сергеевна, Алена, ну и другие организации, которые вот этой направленности встретились бы и на эту тему поговорили бы. Потому что я вот свои взгляды на эти вещи уже вот как бы, ну, вырабатываю, как это можно было бы в нашем городе организовать с учетом лучших мировых практик, для того, чтобы максимальному количеству людей помочь. Спасибо. Да, с радостью бы Антон встретились. Да. Антон, можно добавлю немножко? Пожалуйста, Никита. Арсений Сергеевич, у нас, наверное, скажем, такой маленький прототип, может быть, уже этого появился, да, на базе вот центра ТРЧ, и та субсидия, которая выделяется Лиге женщин для организации, ну, в простонародье, в городе это называемой социальной гостиницей, где у нас создан вот такой центр, где женщины, попавшие в такую трудную ситуацию, там действительно у нас женщины находятся с детьми, которых выгнали из дома, там, может быть, после пожара, ну, разные совершенно жизненные ситуации. И вот такой центр у нас открыт, где женщинам, которые попадают туда, Алена, там оказывается и психологическая помощь, и юридическая помощь. Они находятся там бесплатно. Находятся, конечно, тоже по нашему положению там определенное количество времени. 3 месяца. Попадают они туда, да. Ну, иногда Я мы звонила, продляем, я как, извиняюсь, что перебиваю вас, да, я как скрытый покупатель звонила, и мне сказали, что мест нет, и в ближайшее время не предвидится, потому что каждая женщина имеет право находиться там 3 месяца. 3 месяца, да. Бывает, Вот кто-то поэтому меньше получается, решает что порядка свои проблемы. 60 женщин, к сожалению, всего могут получить эту помощь. Там у нас и нам бы хотелось оказывать больше. Тем не менее, это маленький вот такой прототип, Это начало, вообще вот, скажем, решения этой проблемы. Да, тема очень живая, я вижу, что отклик очень большой, поэтому, как предложил глава города, вам необходимо будет встретиться всем заинтересованным сторонам и уже подумать, может быть, стоит расширить эту работу как-то вместе, совместными усилиями. Спасибо, Алена. Спасибо Я хотел бы узнать, вот Аревика Варданян вот записывалась, она присутствует здесь, да? Можно, пожалуйста, вас? Проект «Своевременная социализация детей с синдромом Дауна». Добрый день. Я абсолютно не медийный человек, очень волнуюсь, прошу меня простить. Итак, меня зовут... Слышно хорошо, да? Меня зовут Варданян Аревика, и я мама ребенка с синдромом Дауна. А почему мы, родители, пришли сегодня сюда? Потому что, как показывает зарубежная практика, при своевременной... Спасибо, действительно нужно. Ой, извините. При работе нас, родителей, общества и правительства, наши дети социализируются и могут стать полноценными членами общества, что на данном этапе практически не так. Сейчас, извиняюсь. Не волнуйтесь, все нормально, мы тут все друзья. Представьте, что вы дома находитесь. Хорошо, спасибо. И если мы будем работать вместе, и если нам будет оказываться помощь, наши дети могут стать полноценными членами общества и могут жить самостоятельно своей жизнью. Они не будут иждивенцами. Извините, это страшное слово, но это не будет так. Я попрошу тишину в зале. Человек волнуется, пожалуйста, не отвлекайте. Вот. Немного расскажу, что такое синдром Дауна. Синдром Дауна – это генетическая мутация, при котором у человека к 21-й паре хромосом присоединяется еще одна. Чем это обусловлено? В первую очередь, самое главное, это обусловлено тем, что у ребенка идет отставание. Отставание в развитии от легкого до тяжелого. Но это все дело корректируется. Также этот ребенок имеет некоторые заболевания, чаще всего это порок сердца. И раньше об этом не говорилось, потому что такие дети умирали. Сейчас, слава Богу, у нас медицина на том уровне, что наши дети живут. Спасибо. Наши дети живут, и теперь нам нужна помощь, чтобы их социализировать. Дальше мы, так как регламент маленький, мы с родителями выявили одну проблему, которую бы я хотела с вами обсудить. Это проблема отсутствия специалистов.
Отсутствие специалистов. Первый специалист – это специалист-дефектолог. То есть это человек, который занимается нашими детьми, который знает, как с ними работать. В Якутске есть дефектологи, но именно с нашим, ориентированной на нас, дефектологов нет. Как это решается? Это решается очень просто. На протяжении 20 лет в городе Москве существует организация Downside Up. Они ведут очень обширную деятельность, они работают как с родителями, так и со специалистами. Извините, забыла, я еще хотела рассказать о том, сколько нас. Нас рождается ребенок с синдромом Дауна каждые 800 родов. Это не зависит если это все есть информация в интернете, я чуть-чуть кратко скажу, это не зависит ни от социального статуса родителя, ни от его образованности, ни от его образа жизни. То есть этот ребенок может родиться как у пары с высшим образованием, так и обычных работяг. Как у пары молодых студентов, так и людей более старшего возраста. То есть мы есть. Если в 2014 году по статистике родилось 18 тысяч детей по республике, то значит 20 человек это наши. И мама родила, и я по своему опыту, вот родился мой ребенок, у меня шок, у меня боль, и я не знаю, что с этим делать. Нас выписали домой, слава Богу, есть интернет. Слава Богу, есть люди, есть примеры, и я начала читать, я начала углубляться, Это не безнадежно. Наши дети могут, если им помочь, они могут существовать, они могут жить полной жизнью. А про дефектолога я сказала, про то, что как это социализировать, как это выполнить, тоже сказала. Второй специалист, которого я бы хотела обсудить, это тьютор. Что такое тьютор? Сейчас вы все слышали, что вводится инклюзивное образование, когда дети с ограниченными возможностями учатся и ходят в садик с обычными детьми. Это здорово. Это действительно важно. Но представим, ситуация такая. У нас детский сад, порядка 30 человек, и там один воспитатель. И тут привели и показывают, вот ребенок с особенностью, будь добра, занимайся, пожалуйста, еще им. Это невозможно. Это невозможно. Ее обязуют к этому. Я не говорю, что они там все плохие, они там не хотят нас принимать. Они просто физически этого не могут. Поднимался вопрос о том, что нужно создавать отдельные группы для наших детей, чтобы мы туда приходили. На наш взгляд, родители, это тоже неверно. Почему? Потому что социализация, и ребенок не будет учиться жить в обществе в обычном. Какой выход из ситуации? Он есть. Это называется служба тьюторов. Это иностранное слово, на другими словами, это помощник и наставник, педагог, который посещает, ходит с ребенком в садик, ходит с ребенком в школу. Он помогает ему, если у него какие-то ограничения, помогает ребенку присутствовать в нашем обществе. По-моему, это альтернатива. Это, во-первых, то, что нужно. Во-вторых, это альтернатива. Это же несложно сделать. Зачем тратить деньги, создавать отдельные сады, тратить деньги, создавать отдельные группы, если мы можем создать, обучить людей, чтобы они стали тьюторами. Спасибо, Ревика. Что-то еще есть у вас? На самом деле все. Это первый наш, так скажем, выход в свет. У нас есть группа в WhatsApp, если слышат наши мамы, родители с синдромом Дауна, мы будем рады к тому, что если вы к нам присоединитесь. Все, спасибо, у меня все. Пожалуйста, пока не уходите, Ревика. Из экспертов, я думаю, Ольга Михайловна, может, вы как-то сможете что-то сказать? Вот, что делать родителям, которые воспитывают детей с синдромом Дауна? Как у нас ситуация по инклюзивному образованию? Ну, в
принципе, как зовут? Аревика. Аревика, да. Вы хорошо вот информированы, да, сказали про эту организацию известную в Москве, Даун Санта Ап, да. Ну, вы как, по-моему, просто группа родителей, да? Да. Собранная вот по разным заболеваниям. Такие группы у нас есть в республике и в городе. Ну, что хочется сказать, мы конкретно такими детьми-инвалидами, конечно, не занимаемся, не выделяем, да, но у нас есть фонд Харасхал, который занимается вот поддержкой таких детей. Возможно, было бы создать какую-то программу действительно вот по сопровождению таких детей, вот создание службы тьюторов, но я не знаю, в какую отрасль они будут относиться, или в Министерство труда, социального развития, или кого вот это вот... Все-таки, наверное... в системе образования, да, в этой области. Но надо отдельно, видимо, собраться и обсудить по этой теме, по детьми с различными заболеваниями. Потому что... Да, Ревика... Я опять забыла, я извиняюсь, я очень волнуюсь. Я хотела привести, почему я сюда пришла, потому что это очень важно. Как показывает зарубежная практика, если заниматься нашим ребенком до 7 лет, он идет, как правило, 70% случаев он идет в обычную школу. Если это выстроено правильные занятия, выстроена правильная социализация, ребенок к школьному возрасту становится, ну не могу сказать, что обычно, но он готов идти в обычную школу, извините. Понятно. Ревика, вы сделали на самом деле большое дело, я не знаю, понимаете вы это или нет, да, но вот Евдокия Ивановна сейчас, но вы первая, кто эту тему вообще вынесли вот наружу, по-моему, в таком, по крайней мере, составе. Ну, вообще тема детей больных, вот, детей с синдромом Дауна действительно очень, наверное, закрытая. И, может быть, ну, немножко ближе к вам, скажем, дети с аутизмом еще. Да. Так вот, у нас создано в городе некоммерческий такой союз родителей детей с аутизмом, им уже 10 лет вот в этом году было. И родители действительно вот детей с аутизмом, они ну, вот за эти 10 лет исплотились и по-другому стали смотреть на эту свою проблему. Я думаю, что, Ревик, вам тоже нужно как-то создавать какое-то вот сообщество, потому что это важно, быть вместе и понимать и видеть проблемы, вот скажем, таких же семей, как ты. Что касается вот, специалистов, вы совершенно правы, у нас действительно нет специалистов, которые бы занимались детьми вот, с синдромом Дауна. Только сейчас появляются специалисты, которые занимаются детьми с аутизмом. Синдром Дауна, он, конечно, другой. Но вот у нас в мае месяце, Айсен Сергеевич, помните же, да, была встреча с заведующими детских садов, где заведующие детских садов также говорили о том, что сегодня ну, действительно есть большая потребность родителей открывать группы инклюзивные. Но учитывая нашу вот загруженность детских садов, сейчас в тех группах и в тех детских садах, которые работают, сделать это практически невозможно. Это действительно специальные люди должны быть, это тьюторы, которые сопровождают этих детей. Ну, Айсен Сергеевичем уже принято решение, что один из строящихся детских садов в 203-м микрорайоне, он будет как раз инклюзивный детский сад. Инклюзивный – это обычные детки? Да, обычные, и будут ходить дети с какими-то заболеваниями, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас мы работаем над концепцией, потому что понятно, что для каждого ну, вот, особенного ребенка требуются свои специалисты и своя программа. Да. Поэтому мы сейчас вот работаем над этим. И, кстати, по детям с синдромом Дауна мы также проговариваем и очень хотим, чтобы у нас были группы для таких детей. Нам, понимаете, я еще раз повторю, нам не нужны группы, чтобы... Нет, это инклюзивная группа. То есть это группа обычных детей, где будет, может быть, 2-3 ребенка с синдромом Дауна. Еще, извините, в этом суть инклюзивного образования. Поэтому мы сейчас как бы начали вот работать, поэтому вы, пожалуйста, вот как бы соорганизуйтесь, и я думаю, что мы вместе с вами поработаем по программе вот таких групп. Даунсайтап еще очень удобно работает онлайн. То есть они ведут вебинары именно для специалистов. Выезжать туда не нужно, это очень удобно. Ну, я вот записала, поэтому...
Спасибо. Хорошо, я думаю, что... Можно я задам вопрос, Да. Вики? Да, пожалуйста. А вы обращались в городской дом ребенка? У них бывают такие дети? Ой, У них есть это- там специалисты такие, которые, чтобы могли бы получить вы консультацию? Нет, я не обращалась, врать не буду. Спасибо за информацию. Попробую, но наших детей там очень много. Я смотрела, заходила на сайт, это страшно. Почему я еще пришла сюда, чтобы родители увидели? Эти дети другие, но это не значит, что нужно от них отказываться. Это не значит, что нужно их сдавать в детдома. И чтобы люди увидели, потому что о нас не знают. И когда сталкиваются с этой ситуацией, многие люди от детей отказываются. Это не нужно делать. Поэтому, еще одна цель моего визита сюда – это. Понял, понятно, спасибо. Ревика, очень живую тему. Да, сейчас мы перейдем ко второму блоку, я сообщу. Вы, пожалуйста, не уходите до конца, здесь останьтесь, потом еще пообщаемся, потому что нужно контактами обменяться. Спасибо большое. Вот, так, мы завершаем первую секцию, скоро перейдем к живой дискуссии. Вот сейчас, пожалуйста, очень быстро, пожалуйста, Шарапова Лидия и Кутанов Илья, участники народного бюджета по спортплощадке 20-й школы. 20-я школа находится на улице Чайковского, Сайсарский округ. Вот Илья представляет родительское сообщество, они выиграли народный грант и сделали детскую площадку. Нет, простите, это 19-я школа, птицефабрика. 20-я, наверное, за мной шла. Так, у нас, значит, проект народный, ну, что бы хотела сказать. Мы, птицефабрика, находимся на окраине города. Ну, до поры до времени так и было. Мы считали себя окраиной, всеми забытыми. И, ну, соответственно, весь антураж и все это, все то, что полагалось, скажем так, забытой школе. Но проект «Школа», вот, скажем, народный бюджет. Нет, сперва начиналось, наверное, с проекта «Школьные дворы столицы». Вот у нас под руководством нашего главного архитектора Елены Алексеевой произошел вот этот, как бы скажем, планирование, и проекты выросли, 3 проекта у 3 пилотных школ, куда мы вошли, и, значит, вот с этого дела, наверное, и закрутилось. Потом тут, значит, мы узнали, что есть проект «Народный бюджет», в который мы вошли, и так, это 20-ю школу, по-моему, показывают, прошу прощения, значит, и мы выиграли в ноябре 2015 года грант на сумму 3 миллиона 473 рубля 514, то есть 3 миллиона 473 тысячи 514 рублей. Вот. И, значит, вот тут сейчас можно... это я должна, прошу прощения. Так, куда нажимать? Так, что-то не туда нажимаю, по-моему. Ой. Нет. Кто у нас может мне что-то показать? Так, ну вот тут такая краткая характеристика. Значит, наш самый главный плюс на городских школ – это то, что у нас есть территория. Территория, которая составляет около 19 га. Да, вот у нас, значит, наша, что было до. Вот это наша школа старенькая, хотя каменное здание, конечно, не скажешь, что 87-го года постройки, мы отметили в этом году 30 лет. Вот наш заборчик. Значит, вот это вот то, что вокруг школы было, это были заброшенные гаражи. С чем пришлось, конечно, бороться немного, жители не всегда понимали, то, что, скажем, старые вот эти заброшенные гаражи мы убираем и так далее, но сейчас понимание пришло. Вот, значит, ну, это уже что я сказала. Здесь можно сказать, что были вложены средства спонсоров в 2016 году на сумму 2 миллиона 898 тысяч 955 рублей, ну и плюс к этому трудовые затраты наших жителей. Ну и весь общий проект – это 6 миллионов 73 тысячи рубля. Значит, что получили в результате этого проекта? Знаете, наш микрорайон все-таки вот удаленный, наверное, жители более консервативные, тяжелы на подъем немного, но сейчас, вот, скажем, дело сдвигается с мертвой точки, люди поверили, что самые смелые проекты могут быть воплощены в жизнь. И, естественно, наша школа стала красивее и самое посещаемое место в нашем микрорайоне. Вот мы открываем
значит, территорию, нашу площадку. Вот сейчас наше здание. Вот, значит, вот то, что наши беседки. Вон, как вы видите, ни гаражей, ничего уже нету. Вот. Ну и в рамках, скажем, мы не стали стоять на месте, пошли дальше. У нас есть, в 2015 году у нас по федеральной программе «Автогородок» был введен в действие детский автогородок. И нынче летом мы опять по народному бюджету получили грант на 1,5 миллиона рублей и работаем по строительству автодрома, хотя называется проект «Автоматизированный автодром», но 1,5 миллиона, как мы все понимаем, что это сложно, поэтому это будет проект, так скажем, частичный, дробиться, и мы будем работать. Вот это наш автогородок. Спасибо. Я думаю, что у нас время, к сожалению, мы немножко из регламента выходим, да, поэтому давайте все-таки первый блок завершать. Я всех призываю, если у вас есть желание участвовать в народном бюджете, вы можете вот на этом примере убедиться, что это реально, это возможно. То есть школа находится на птицефабрике, денег не было, они вступили, софинансировали сами, получили софинансирование от города, сделали классную площадку. А теперь постепенно переходим к тому, чего, наверное, многие сейчас здесь собравшиеся ждут. Да. Вот сидит активный горожанин Виталий Хавалджи, да, у него есть вопрос, касающийся заезда в внутридворовую территорию 16-го квартала. Я прошу на экран вывести его фотографии, которые он прислал. Виталий, можешь вкратце рассказать? Где у нас помощник с микрофоном? Волонтер там есть? Он у нас сидит сейчас. Пожалуйста, с микрофоном к залу. Он включен? Проверь. Все, включен, говорите. Добрый день. Так, ну тогда вкратце, ускоренно, да, немножко. Как горожанин, как житель 16-го квартала, я хотел бы обратить внимание властей города на проблемы и ситуации в нашем районе. То есть на сегодняшний день в квартале примерно порядка 50 с лишним многоквартирных домов этажностью от 3 до 16 этажей, то есть населения уже очень много, точно статистику не скажу, но то есть это уже 1000 людей проживают. Квартал застраивается с 2006 года, и хотелось бы обратить внимание на такие проблемы. Значит, ранее на месте этого микрорайона был фактически пустырь. А сейчас по улице Жарницкого, ну о ее состоянии уже, наверное, не говорил только ленивый, самого дорожного полотна улицы Жарницкого. Вот. А то, что говорится о инфраструктуре, значит, выросло большое количество магазинов, аптек, маркетов, но инфраструктура транспортная, дорожная осталась на том уровне, как это было еще в советские времена. То есть на улице всего 2 маршрута, 2 и 41, которые в сторону центра практически друг друга дублируют. Вот. И остановочные пункты, значит, в тех же местах, как они были еще в советские времена, ну, то есть фактически по краям квартала. Вот. С 2009 года жители проводили различные инициативы, обращались в администрацию, управляющие компании, в ГИБДД, в депутатам, куда только не писали, в общем-то, по организации пешеходного перехода. То есть стихийно люди переходят в районе дома Жарницкого 7/10, то есть там всегда фактически стихийный пешеходный переход, но его там нет. Обращались с обращением поставить регулируемый ручной светофор. По последнему ответу администрации он уже должен стоять с 2011 года. Но до сих пор его там нет. И появилась остановка, наконец-то, в прошлом году, только рядом с домом 7/10, только в сторону центра. Напротив ее нет. Ну, предложение сразу рассмотреть по маршрутам, по остановкам общественного транспорта. То есть павильонов, остановочных пунктов их как таковых вообще нет. Что в одну сторону, что в другую. Вот. И теперь хотелось бы обратить внимание на перекресток улиц Жарницкого и Рыдзинского. Ну, кто там ездит, наверное, видели, да, что на сегодняшний день он может вполне конкурировать с танковым полигоном. То есть вот
такой заезд, то есть 2 заезда в 16-й квартал со стороны Родзинского возле магазина «Соседи». Вот это один из них. То есть 1000 людей ежедневно вынуждены преодолевать вот это. Такое состояние. Вот это сам перекресток с таким вот марсианским пейзажем. Вот. Тут на форуме были инициативы по благоустройству пространства. Вот, пожалуйста, целая площадь. Хорошо, Виталий. Еще что-то или дадим слово главе города? Нет, еще что-то, продолжение. Значит, это дальше внутриквартальная дорога вглубь квартала, ее состояние. И хотелось бы еще вот такую проблему обратить, она, в общем-то, всего города касается, когда различные организации проводят ремонт улиц, реконструкции различные, что после этого остается. То есть вот этим летом, в июне месяце, Сахатранснефтегаз проводил ремонтные работы, перекопали полгорода. Вот как это происходило. Это уже 2-й заезд в 16-й квартал, переулок Бурнашова. Такие велись работы. Это было в июне 2017 года, то есть были выкорчеваны деревья, бордюры, все это было перекопано. Что осталось сейчас? Это уже август. То есть присыпали землей, и, в общем-то, на этом все. Бордюры исчезли, их вообще не осталось. Дорожное полотно приведено в полную негодность. Ну и, к слову сказать, в 20 метрах вот находится избирательный участок. Через вот это мы пойдем на выборы. Вот этот пейзаж будет нас сопровождать. Ну хорошо, понятно. Проблема 16-го квартала. Александр Сергеевич, что скажете? Ну, на самом-то деле здесь не проблема 16-го квартала, здесь проблема улицы Жарницкого и заездов с них, так? Антон, ну, благодаря в том числе и Общероссийскому народному фронту, так, мы все-таки добились того, чтобы в план ремонта уличной дорожной сети города правительство согласилось финансировать 2-ю часть улицы Жарницкого. Мы в этом году улицу Жарницкого делаем от объездного шоссе до улицы Строителей. В следующем году нам это не включали, потому что по линии службы госзаказчика этот ремонт у нас был в 9-10 годах, ну, по Жарницкого, по этой части, которая сегодня пришла в полную негодность, вот то, что сейчас как раз мы все с вами видим и где проезжаем. Но вот еще раз говорю, после, Антон, вмешательства Народного фронта, визита главы республики, все прошло нормально. Сегодня в планах стоит 2018 года, и наряду с ремонтом улицы Жарницкого, конечно же, внутриквартальные, ну, заезды на квартал будут сделаны согласно всех нормативов, то есть у 16-го квартала появятся, во-первых, нормальные заезды, во-вторых, что касается автобусных остановок и пешеходных переходов, это все как раз сейчас проектируется в рамках вот той работы, которая в 2018 году будет проведена. Вы знаете, что сейчас ни автобусные остановки, ни даже водоотводные лотки и так далее без проведения предварительного начала проектирования, потом проведения госэкспертизы мы не делаем. Поэтому это все будет через госэкспертизу проходить и в следующем году делаться. Вот так. Что касается внутриквартальных территорий, то здесь, конечно же, опять же, я попрошу жителей более активно участвовать в рамках этого не народного бюджета, в рамках проекта «Комфортная городская среда», который сегодня в городе реализуется. Мы планируем в течение 5 лет все дворовые территории крупных каменных наших многоквартирных домов все полностью благоустроить. То есть с водоотведением, асфальтированием, тротуарами, бордюрами, освещением, скамейками. В этом году 23 дворовые территории, которые свыше 50 МКД затрагивают, они уже делаются. Так? Ну, я уверен, что если вы подадитесь, у вас заявка тоже будет принята, и в ближайшие годы мы это все сделаем. Здесь как бы еще не совсем внутриквартальные, а это вот 2 основных заезда, которые... Ну, заезды будут делаться в рамках, еще раз говорю, ремонта улицы Жарницкого. Вот там это будет сделано. Но я говорю, у вас внутри квартала это тоже есть. Там, я по 16 кварталу уже много вижу, там у вас проблем там много, так? То есть, Александр Сергеевич, вот то, что он показывал, это Родзинского, она тоже будет сделана заезды? Не, мы, ну, Жарницкого и все вот боковые от него ответвления, они будут делаться. Ну, а что касается вот этого, как вы говорите, там танкового полигона, да, ну, конечно, во-первых, это уже нормальный вид приобретет, а во-вторых, вообще мы, Ирина Дмитриевна, должны подумать, как нам в рамках общественных пространств там какую-то или, да, что-то там организовать.
Там, это Хорошо. И там еще много лет стоит здание, без окон, без дверей. Ну, мы его продаем, я уверен, что участники возьмутся и что-нибудь сделают. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, Виталий. А сейчас вот проблемы школ. Дмитрий Пестеров. Меня зовут Пестерев Дмитрий Прокопьевич. Я вот насчет 17-й школы проблема. Вот. Моего сына отказали в принятии в первый класс на 2017-2018 учебный год. Мы обращались, значит, в управление образования города Якутска. Там вот обращались к депутату Илтумена Григорьевой, на приеме к ней ходили. И вот она, Григорьева, депутат Илтумена, обращалась в окружную администрацию, запрос сделал депутатский, или как, я не знаю. И ей ответили то, что кто подал заявление 15 октября 2016 года до 9 часов 36 минут 48 секунд, они все поступили. Значит, мы заявление подали в 9 часов 24 минуты. И нам отказали. И вот у нас такая проблема, и до сих пор этот вопрос не решается. Но он не зачислен. Дмитрий, я знаю этот вопрос. Евдокия Ивановна, пожалуйста, ответьте. Отвечу. Ага. Так, действительно, по 17-й школе ситуация была такая, что в течение, ну, вот буквально первых, там, даже не часов, минут, мы набрали полностью те классы, которые были запланированы, 4 класса. Потребность микрорайона была гораздо больше, поэтому школа в течение долгого времени обзванивала, и, как мне сказали, вас очень долго не могли найти. После того, как были открыты 4 класса и потребность, ну вот родители обращались в управление образования, мы открыли еще 2 класса в 17-й школе на базе как бы 3-й школы. Затем прокуратура вмешалась здесь, и у нас есть ограничения по количеству детей именно в классах, которые находятся в здании 17-й школы. Сейчас мы работаем с прокуратурой по этому вопросу, а вас вообще директор школы ждет на прием, вот буквально, по-моему, 28-29 августа для решения вашего вопроса. Афонская Лена Петровна. Хорошо, спасибо. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет решен, потому что вообще в целом проблема нехватки школ, конечно, это общая проблема. Тут, Антон, но я здесь, давайте мы как бы более шире на эту проблему посмотрим, потому что вот проблема Дмитрия, это она в принципе уже решена, так, у него, я помню, Антон, вы тоже как Народный фронт ко мне обращались, так, поручение там было давно, вопрос решится, но у нас на самом деле ситуация по школам, она очень серьезная. И недаром на следующее пятилетие я вообще главной проблемой города ставлю задачу школ. Или мы эту проблему решим, так, или в городе у нас будут не очень хорошие перспективы вообще в будущем. Потому что сегодня у нас огромная переполненность школ. Когда я в 2012 году был вами избран на пост главы города Якутска, в школах города Якутска училось 32 тысячи школьников. 32. Сегодня больше 40 тысяч. 5 лет 8 тысяч школьников прибавилась школа города Якутска. 25% стало больше. Это огромный рост, при том, что мы 5 зданий школ с помощью республики построили, купили, реконструировали и так далее. Вот. До этого мы вообще там одну школу там 5 лет сдавали. Так сейчас 5 школ сдали, оно как вообще как в песок, никуда ушли эти места. Поэтому вот сейчас, слава богу, в том подписанном указе главы города Якутска все-таки мы настояли, чтобы появился пункт о 12 тысячах новых учебных мест школа города Якутска в следующие 5 лет создать. Это позволит нам, ну это, считайте, строительство 15-20 новых школ. Это позволит нам проблему не решить до конца, но, по крайней мере, вот той остроты, которая сегодня есть, когда вот люди, имея прописку, просто не могут даже в школу попасть, по крайней мере, эту проблему мы сможем решить, так? Но в дальнейшем нам нужно еще около 5-6 тысяч мест новых создать, чтобы окончательно уже к 2025 году, ну, мы могли спокойно сказать, что проблема по школам в городе Якутске решена. То есть важнейшая, суперважная задача, и как раз вот на примере одного человека здесь как бы это огромный пласт, который касается тысяч наших сограждан. Да, спасибо. Коллеги, предлагаю сейчас... Василий Сергеевич, в этом году уже по прогнозу на 1 сентября мы ожидаем около 42 тысяч школьников.
Да, коллеги, сейчас предлагаю ускориться немножко, работать в рамках такого марафона. Если вы... Слово всем предоставят возможность высказаться, да, но, пожалуйста, говорите сразу без раскачки. Илья Кутанов, 20-я школа. Здравствуйте, меня зовут Илья Кутанов, я представитель 20-й школы, родитель ученика. Я выиграл в этом году, да, не в прошлом, получается, народный бюджет на строительство спортивной площадки в 20-й школе. Из-за того, что у нас в 20-й школе нету вообще спортивного зала, вообще никакого. Дети у нас занимаются в коридорах школы, и старшие классы ездят в Дахсон, там занимаются. Из-за этого нам предложили в народном бюджете поучаствовать здесь и на спортивной площадке. Я его выиграл. Она стоит больше 5 миллионов. Мне дали 2 миллиона 600 с чем-то 41 211 рублей. Остальную часть нам предоставил наш спонсор, генеральный депутат городской думы Станислав Иванович Сивцев. Благодаря ему у нас закончилось уже, 1 сентября у нас будет открытие. И можно мне вот так последнюю фотографию, это долго тут мы строимся. Вот так у нас проект был. Такой проект мы презентовали на 13 миллионов 700 тысяч. Там предложили нам спортивную площадку именно. Мы его выиграли, построили, и 1 сентября у нас будет открытие, все рады, все его ждут. И можно там третью с конца. Вот. И мы не остановились на этом, и мы вот именно из-за этого, да, попросили Станислава Ивановича нам подготовить проект именно школы для односменности и со спортивными залами, чтобы была односменность. И он нам, оплатил все это дело, он сам это через архитектурное бюро это сделал. И вот у нас сейчас уже подготовлен эскизный проект нашей будущей школы, который мы очень надеемся, Айсен Сергеевич одобрит. И у нас будет новая школа. Вот это крыло, это начальные классы. А с той стороны 2 спортивных зала для старшего и младшего звена, для односменности. И 1 этаж – это столовая для всех. Там все предусмотрено, душевые, все. Хорошо, Илья, мы услышали Спасибо. вопрос. Айсен Сергеевич. Спасибо, Илья, за презентацию. На самом деле проблема 20-й школы, конечно, она очень серьезная. Мы с вами там тоже были, встречались. Со Станиславом Ивановичем я буквально на прошлой неделе встречался. Мы с ним договорились после выборов встретиться. Как раз и вот этот проект он мне презентует, и мы отдельно сядем. И, конечно же, в планах строительства 20-й школы у нас есть, в глобальных планах, так. И, конечно, там с учетом того, что здание сегодня в приспособленном здании, дети учатся, да, мы, конечно, должны там строить новую школу, это понятно. Спасибо, Илья. Хорошо, спасибо. Вот тут Матвеев, ТСН, Айхал. Здравствуйте, все присутствующие. У меня здесь есть пожелание вот к такому собранию авторитетных людей. Значит, мы живем в такой климатической зоне, да. Я представляю член ТСН Айхал, который расположен в микрорайоне Марха. Значит, прошу, всех присутствующих, таких влиятельных лиц, обратить внимание на разрешение вопросов по газификации и электрификации тех отдаленных районов города, которые сейчас, допустим, мы за свой счет, в частности, мы за свой счет провели газопровод, электрифицировали свою территорию, но разрешительные документы это не вина чья-либо, они просто буксуют в бюрократическом регламенте. И вот жизненно важные, то есть 1 октября люди должны жить, пользоваться теплом, должны разрешаться в ускоренном темпе. Вот у меня все такое пожелание, как Спасибо. Кандидату в мэры. Так... Здесь нет кандидата в мэры, давайте мы еще раз с точки над «и» поставим. Сегодня здесь глава города, слава Богу. Отходить от регламента общего. Я понимаю, существуют регламенты, требования, но такие жизненно важные, мы все понимаем, что зима на носу. Понятно, спасибо. Да? Не, мы по Айхалу вопрос на контроле держим. Все, спасибо. Он решен будет, спасибо. Спасибо. Так. Добрый день. Меня зовут Местникова Наталья. Я представляю
«Опора России» — это общественная организация малого и среднего предпринимательства, и к нам обратились как жители 202 микрорайона, так и предприниматели торгового центра «Набережная». Сергей Сергеевич, вот они неоднократно с этим вопросом на вас выходили. Еще раз хотелось бы озвучить, почему. Потому что вот буквально за 3 дня было собрано 800 подписей жителей этого микрорайона, которые говорят, что если закроется торговый центр, который планируется закрытие 1 сентября уже, в связи с истечением срока договора аренды наших предпринимателей, они будут иметь существенные неудобства. Магазин шаговой доступности, в который вот они приходят, и они могут купить, начиная там от сорочки, заканчивая мясом, да, вот они этого будут лишиться. И с учетом того, что все-таки там живут люди пожилые, люди ветераны, да, им очень удобен этот торговый центр. Ну и мы со своей стороны, как общественная организация, защищающая предпринимателей, тоже выступаем в поддержку с точки зрения и поддержки наших малых и микропредприятий в торговле, которые там расположены. Вот у нас такой вопрос. Здесь присутствуют как жители 202 микрорайона, так и арендаторы. Могут меня дополнить при желании. Мы же прекрасно знаем, о чем мы говорим. Так, здесь я что хочу сказать. 1 сентября никого выгонять не будет. Так, но при этом, коллеги, вы должны понимать, что здание мы все равно по весне, в феврале, в марте закроем, потому что оно аварийное. Оно эту зиму-то перезимует непонятно как. Вот арендаторы, ни рубля вы не вкладывали в это здание вот за все эти годы. Ни рубля. Вот. Мы сегодня на это здание тратим больше, чем мы собираем денег. Вот, к сожалению, вот такая экономика есть. Вот, но это же вот, Виктор Николаевич, депутат, он прекрасно знает, он вообще предлагает его продать так уже мне много раз. Так. Мы просто его держали, все-таки исходя из того, что малый бизнес мы должны поддерживать. И наша позиция такая, что ладно, мы на эту зиму как бы согласимся, но после начала нового финансового года, после проведения соответствующих тендеров и так далее, здание будет закрыто на капитальный ремонт. А потом уже будем определяться. Даже могу сказать так, что после ремонта, даже если туда будут структуры различные городские переходить, а мы сегодня вынуждены, кстати, по городу очень большие средства тратить на аренду, то часть магазинов, вот как вы говорите, социально необходимых, для людей больше всего нужны, эти магазины останутся. При этом хочу обратить внимание арендаторов, если они здесь находятся. У вас задолженность есть, причем она не маленькая. Так, при том, что ставки у нас там вообще, по сравнению с другими, которые платят в других торговых центрах, они просто минимальны. Я просто здесь озвучивать не буду, так, чтобы людей не раздражать. Александр Сергеевич, а возможно сейчас уже по поводу сохранения после капитального ремонта какие-то заявки, какие-то договоренности, что были сейчас уже? Вот когда будет делаться проект ремонта, тогда, конечно, мы всех подключим, в том числе и с удовольствием. Я думаю, что мы «Опору России», другие организации предпринимательские, будем их информировать и вместе с вами работать. Спасибо большое. Спасибо. Да, вот Ульяна, у него проблема. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. У меня вот такая проблема, да, я мать 2 детей, у меня один ребенок инвалид. Мы попали в сложную ситуацию, потому что у нас хотят отобрать в судебном порядке дом и земельный участок, да, который мы купили в феврале этого года. И из-за кадастровой ошибки у нас произошло наложение на земельный участок. И сейчас идут судебные разбирательства и хотят отобрать нашу землю и снести наш дом единственный. В этом году мы даже не знаем, куда будем идти, так сказать, потому что у нас это единственное жилье, которое было куплено в ипотеку, мат-капитал. И сейчас мы выплачиваем ипотеку, и возможности снимать жилье у нас нету. И вот эта ситуация, да, она, так сказать, я ходила по всем инстанциям, обращалась, ко мне пришли отписки, в котором говорится, что вот этот вопрос будет решаться только судебным путем, и у нас другого выхода нету, да, даже не знаю, что делать. Это вот тот случай, о котором писали, что да. Мошенничество возможно и так далее. Возможно мошенничество, и продавец, конечно, он отрицает, что он, что знал, что есть судебные ограничения. И
наложение. Я хотел бы дополнить, мы с Ольгой Егоровой встречались, глава Росреестра, они признали, что ну, как минимум кадастровый инженер допустил ошибку, а вот человек, который продал, точнее, тот человек, чья земля, которая была наложена, он уверяет, что продавец знал прекрасно, когда перепродал. Поэтому, конечно, ситуация ужасная. Сейчас тот истинный владелец земли требует у них заново еще раз купить во второй раз дом, то есть там сумму требует 350 тысяч рублей, по-моему, да. Но мы пока судимся, да, пока суды еще идут, но, может быть, с вашей стороны какая-то юридическая, какая-то иная помощь. Ну, быть, давайте так, я поручение дам нашим юристам, чтобы помогли, раз так. Во-вторых, вы вообще не рассматривали возможность, что если у вас, например, другой земельный участок будет, чтобы туда ваш дом перенести? Дом, он на ленточном окладе, он не может быть, невозможно перенести просто. Можно только разрушить дом. Там еще такая ситуация, у них сам дом, он не подпадает под этот, то есть там дом, буквально вот именно им повезло, то что сам дом, он как бы стоит на зоне другого земельного участка, а вот вся территория, она уже как бы идет в чужом, да? Да. Еще хотелось бы сказать, что вот эта кадастровая ошибка, она была исправлена в 2016 году. В результате вот этой исправления вот этой ошибки 15 участков пострадали, 12 уже отобрали, и осталось им отобрать еще 4 участка. И вот как такая ситуация, вот это уже нечастая, не редкость, потому что я уже через знакомых уже спрашивала, потому что таких случаев в нашем городе очень много. И просто-напросто люди ходят, переплачивают вот этим людям по 350-500 тысяч плюс, да? За свои кровные, конечно, они купили, и еще плюс они должны выплачивать. Но это ужасная ситуация, конечно. Конечно, ужасная. Вот давайте мы, еще раз говорю, мы юристам поручение дадим, чтобы вам помогли. Конечно, в целом по этому участку. А там нет возможности прирезку какую-нибудь сделать к вашему участку? Что? Прирезку сделать невозможно? Прирезку? Но я в Росреестре сказали, что можно, но у нас только 2,3 сотки остается. И дом вроде по публичной карте остается на нашей территории. Хорошо, ну давайте я отдельно ваш случай посмотрю, так, и потом встретимся с вами. Тогда ей куда подойти? Ну, вот после этой встречи надо данные ваши дать. И вот Лена Анатольевна у меня сидит здесь, которая земельными отношениями. Я передам тогда, да. когда у меня есть. Через Лену Анатольевну тогда отработаем. Тут у нас вот проблемы покрытия. Нет, давайте вот пожилого человека услышим. Да. Здравствуйте. Юн Софья Владимировна, пенсионерка. Я вот обращаюсь к Марине Сантаевой. Очень хорошо, конечно, что вы защищаете животных. А кто защитит нас, горожан, многоквартирных домов, жильцов? У нас, например, вот подо мной кошки. Врач-кардиолог разводит их. Ну и что, я борюсь уже 4 года. Такой аромат ужасный. И вот жизнь невыносима в квартире. Несколько кошек. Ну вот что делать? Вызываю, во все инстанции обращаюсь, без толку. Например, департамент мне ответил: ну, кошки привиты, все прекрасно. А мне от этого не холодно и не жарко, мне же аромат кошачий. Вот как быть? А у нас, по иронии судьбы, еще аллергический бронхит и у сына, и у меня на кошке. Ну вот как быть? А второй вопрос еще такой у меня. Вот я часто передвигаюсь по городу, да, все-таки лавочки еще не во всех остановках. Конечно. Вот это бы желательно тоже сделать. Спасибо. И третий вопрос, извините. Третий вопрос у меня такой. Вот шофера всегда ставят свои машины на тротуарах. А где тогда ходить горожанам, пешеходам? И даже в оградах тоже. Вот лужи же бывают всякие. Вот как ходить? Вот это бы надо обратить внимание. Тут ГАИ же есть, да, или нет? Вот спасибо. Отвечу на первый вопрос. На самом деле, конечно, такой вопрос, он возникает по всей России. У нас нет нормативных документов, у нас нет нормирования содержания кошек или собак. А в целом мы несколько раз направляли предложения в Министерство сельского хозяйства, депутатам Госдумы тоже направляли предложения, хотели сами разработать. Нам прокуратура сказала, что это полномочия федеральные, разработать правила. Поэтому и то, что кошки привиты, это действительно наше полномочие, да? Что они не имеют никаких болезней. Но мы ваше письмо еще перенаправили в Роспотребнадзор. Там должны быть санитарные нормы и правила, там должны быть замеры сделаны, да?
по содержанию всех этих запахов, мочевины или все прочее. Но за Роспотребнадзор я не отвечаю, но в принципе по других каких-то у нас рычагов пока нет. Пока нет в целом законодательства по Российской Федерации. Если вот мы обратимся к нашим депутатам, возможно ли вот с юридической точки зрения внести законопроект, нормативы содержания собак, 2 кошки, 3 кошки, 2 собаки. Пока с юридической стороны юристы говорят, нам это федеральные полномочия. Но эти вопросы мы будем прорабатывать. Пока только могу сказать так. Но на самом деле я лично сама у Роспотребнадзора поинтересуюсь. Может, совместно еще раз мы вам сходим, посмотрим. Спасибо. Вот к проблемам погорельцев. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Я Логинова Кассандра Егоровна, мать 5 несовершеннолетних детей. Сейчас. Одна воспитываю. В прошлом году у меня умер муж. И как постоянно мы арендовали квартиру, после смерти мужа я обратилась в департамент жилищных отношений. Ну, состою на учете как вот нуждающиеся. И нам выделили по адресу Чигирскина 37/5, квартира 5, вот временное проживание по договору ответственного хранения. А вот в этом году, в июле 2015 года, у нас сгорел полностью дом. Вот обращаюсь лично к вам, Арсений Сергеевич, помогите, пожалуйста, нам негде жить. Я с 4 детьми одна осталась, сама не работаю. Дети у меня маленькие, самому маленькому 1 год, 2 года, 3 года, 16 лет и 15 лет. Дети учатся на ГРЭСе, а сейчас вот мы не можем определиться со школой, с детским садом, и вот негде жить. Сейчас временно остановились на Автодорожной, там однокомнатная квартира у сестры родной, и там 18 квадратных метров. 7 детей и 3 взрослых живут. И вот сейчас прошу помощи. Выделите нам жилье, чтобы нам определиться со школой и с детским садом. Спасибо большое. Кассандра, спасибо. Но здесь какая ситуация? В прошлом году я помню вашу ситуацию, когда случилась трагедия, и вашего мужа не стало. Как раз я тогда дал поручение, и Департамент жилищных отношений решил временно вашу проблему. В этом году второе вот несчастье случилось, дом сгорел, так. Но вот Игорь Васильевич, сегодня как раз мы с ним проводили встречу с погорельцами по Лонгинова 29/2. Там тоже мы решение нашли, которые устраивают жителей вот именно сгоревшего подъезда. И после этого совещания мы еще с Игорем Васильевичем обсудили 2 адреса, по которым есть у нас вопросы, в том числе и ваши. Так? И вот Игорь Васильевич задание получил, он решит вашу задачу. Задачу чтобы у вас крыша над головой была, чтобы вы детей своих в школу могли спокойно отправить. Буквально в ближайшее время встретиться, и уже предложения будут в ваш адрес. А в какие сроки можно уточнить? Ну, вот до 1 сентября он уже получил задание. Это, по крайней мере, чтобы у нас была ясность, где люди будут зимовать, в какую школу пойдут и так далее, ну, чтобы можно было эти вопросы оперативно решить. Хорошо, спасибо. У меня просьба есть, вот когда Игорь Васильевич окончательно решит, чтобы вот по обучению детей мы тоже решение там приняли по детским садам. Хорошо, спасибо. У вас, да? Можно? Добрый день. Хотел бы для начала сказать большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Мы видим, как граждане, как город развивается. Ну, я бы хотел внести свои там предложения, пожелания озвучить. Меня зовут Баранов Евгений Николаевич. По профессии я учитель информатики, ну, также являюсь председателем многоквартирного дома. Значит, что касаемо образования, целиком поддерживаем и приветствуем те моменты, которые сегодня были озвучены по строительству новых школ. Конечно, мы этого ждем. Хотел бы сказать вот о чем. Значит, в школах 2 года назад был запущен проект школьных технопарков. Очень бы хотелось, чтобы эти проекты дальше продолжались, поддерживались, ну и в дальнейшем, как бы после выборов в том числе. Это вот что касается образования.
Дальше я вот буду переходить уже вот к проблемам более моего района, так как со своими жителями вот я обсуждал, я вот знаю, вы недавно были, общались с жителями 27-го дома. Я, к сожалению, был не в городе, посетить не смог, но очень хотел. Значит, касаемо района авиагруппы и нашего 31-го квартала, проживаю в доме Богдана Чижика, 31, корпус 3, хотел бы выразить пожелание, чтобы у нас там обустроили дороги, чтобы был нормальный тротуар. Но вот мы по этому поводу в начале месяца, в августе, общались с управой промышленного округа. Какие-то моменты я им тоже озвучил, показал. По благоустройству, значит, по дорогам, там дорога, ну вот, благо отсыпали, да, ну, грейдирование все-таки требуется. С другой стороны, дорога там не доделана. Ну, вот немножко похоже вот на ситуацию, которая вот в 16-м квартале озвучена. Зимой там не было освещения, то есть идти там страшно. Значит, далее, там рядом находится, значит, при МВД кинологическая служба. Вот, собаки, они постоянно лают, их часто снимают с привязи, они бегают буквально под забором. Многие наши соседи жалуются, боятся, что эта собака через забор перепрыгнет и так далее. Такой момент. Также серьезный момент у нас, значит, прямо возле дома расположен, значит, так называемый ночлежка Терех. Многие из его постояльцев нас очень сильно тревожат. То есть многие туда не доходят или не пускают. Возле наших домов и в домах часто появляются бомжи. Соответственно, оставляют после себя, да. Приходится, ну, часто МВД вызывать, полицию по этому поводу и так далее. Хотелось, чтобы здесь какую-то работу по этому поводу провели. Далее, значит, наши дома, значит, имеют только отопление и холодное водоснабжение, а через теплообменник вода нагревается. Может быть, вы, как глава города, сможете помочь тем, чтобы горячее водоснабжение было подведено прямо к нам в дома. Потому что это большие расходы несем мы, как жители, на обслуживание вот этих обогревающих устройств. Да, то есть, и есть проблемы, там, могут возникнуть по эксплуатации. То есть гораздо было бы лучше, если бы прямо горячая вода от водоканала к нам в дом подавалась. Также в районе авиагруппы, вот, начиная от улицы Кальвица и дальше в сторону 50 лет Советской Армии, узкая часть дорожная, дорога очень узкая, и здесь постоянно пробки, то есть нагруженность. Нам кажется, и с жильцами мы обсуждали, наверное, пришло время строительства четырехполосной дороги, значит, до ГРЭСа, там, где 4 полосы уже имеется, чтобы это направление как-то разгрузить. Ну и вообще большое количество горожан ездят из пригородов в город для работы, и вот это место у нас тоже постоянно нагруженное. Спасибо. Да, все. Евгений, как пулемет. Да, Евгений Николаевич, ну ты, в принципе, озвучил все те проблемы, которые как раз жильцы Богдана Чижика на 27 как раз мне это все рассказали. Вот жаль, что вас тогда не было, так мы с ними очень... Да. Вот. Но здесь я что хочу сказать. Здесь, конечно, целый комплекс вопросов. Да? Я не думаю, что вот мне надо на каждом из них сейчас подробно останавливаться. Здесь, конечно же, во-первых, я прошу жителей в части обустройства дворовых территорий вот по участию в проекте «Комфортная городская среда». Это не только вас касается, это вообще всех жителей города. Я пользуюсь тем, что у нас сейчас онлайн-трансляция идет. Надо очень активно участвовать. Чем более активно жители будут, тем больше вероятность того, что ваш двор, ваша территория попадут в планы. Мы готовим проект. Ну, замечательно. Вот. Что касается школьных технопарков, я только за то, чтобы этот проект у нас продолжался, чтобы мы его дальше развивали. Это, на самом деле, будущее нашего города. В октябре этого года мы открываем здесь кванториум. Это один из вот таких, ну, более высокая степень школьных технопарков. Один из таких, ну, первых 20 в Российской Федерации. Во Дворце детства он будет открыт совместно с Малой академией наук и с Министерством образования республики. Так, что касается реконструкции нашей дороги вот по 50 лет Советской Армии, конечно, это просто назрело, и в рамках вот той реконструкции дорог, которая у нас будет в последующие годы, мы, конечно, это учтем, это вне всякого сомнения. Спасибо. Спасибо. Так, вопрос по озеру Щерса.
А вот Сергей Синяев, вопрос, видимо, вам, да? Да, я не вопрос, я как бы, ну, мы с вами встречались, вы знаете, что как бы это, во-первых, я переговорю с руководителем управляющей компании относительно благоустройства вашего двора, насколько мне известно, там у вас должны были поставить шлагбаум, который... Да, но это жители за свой счет мы организовали, я понимаю, уже установлено. Я понимаю, что всем хочется это за счет бюджета сделать, я это все реально понимаю, но тем не менее, благоустройство же какое-то делается. Второе, по ИТП, по так называемым теплообменникам, да, это тенденция не только города Якутска, это тенденция всей Российской Федерации переходить на индивидуальные тепловые пункты. Поэтому не надо вводить в заблуждение, не надо вам централизованное горячее водоснабжение, там есть путаница по тарифам, с этим надо разобраться. Да, вот именно что вот касается... Да. Мы поговорим, потом встретимся, обговорим отдельно, хорошо? Договорились? Только другим не надо советовать переходить на централизованное горячее водоснабжение. Это не то предлагаете. Спасибо, Сергей. Я думаю, что вы потом вместе сможете эти вопросы обсудить. Так, вопрос по озеру Шорса. Меня зовут Сивцев Виктор Николаевич. Я про благоустройство озера Шорса. Это очень красивый и нужный проект. И я не ошибусь, что уже сейчас это озеро становится любимым местом отдыха горожан. Да? Но тут встает вопрос о сносе двух ветхих домов, Лермонтов 60/1 и 60/2, которые стоят над этим озером. Да? Еще в июне месяце управа Центрального округа обратилась в ДЖО с письмом о признании этих домов ветками и внести их в программу расселения. Но ДЖО требует от жильцов, чтобы они сбросились и оплатили экспертизу. Но в этих домах множество квартир муниципальные. И наниматели этих муниципальных квартир против такой постановки вопроса. Да? И все стопорилось в этом. Как решить этот вопрос? Тем более сейчас, вот в последнее время вопрос о признании аварийными ветхих домов активно муссируется в средствах массовой информации. Наверное, этот вопрос отрабатывался где-то. Вы знаете, вот по домам по Лермонтова у меня на самом деле особых иллюзий нет. Так, даже если мы их завтра поручение дадим и быстро признаем аварийными, и жильцы все на это согласятся, а это не всегда так, и жильцы как раз многоквартирных домов очень часто оспаривают наши акты на признание домов аварийными, и наши акты потом, скажем так, уже признаются недействительными. Снос по региональной программе, он не будет раньше 22-21 годов. Вот тут сразу вам говорю. Так, это факт, который имеет место быть. Другой вопрос, что мы обсуждали возможность, может быть, если бы снести эти дома и там что-то построить, но опять же там с учетом очень малой территории для постройки чего-либо, так, конечно же, там особых перспектив тоже нет. Поэтому, конечно, мы будем работать с тем, что по тому направлению, чтобы дома там признать аварийные, рано или поздно их сносить, но быстрого сноса и быстрого благоустройства там ждать не надо. Это все равно пойдет по линии расселения, по закону, по срокам их признания аварийным. Спасибо. Итак. Извините, вопрос-то другой. Почему наниматели муниципальных квартир должны оплачивать экспертизу муниципального дома? Игорь Васильевич, у нас же такая практика по закону уже прописана. С какой стороны смотреть, да? Это все, что вы сейчас называете, этот документ называется не экспертиза, а техническое заключение состояния дома. Как правило, эту процедуру, это заключение делает, скажем так, коммерческие организации, которые имеют соответствующие допуски, состоят в СРО. И по этой причине эта процедура платная. Стоимость там сейчас мы не будем обсуждать, она для кого-то большая, для кого-то может быть не сильно велика, но это требование федерального законодательства. И мы сейчас с этим очень сильно столкнулись, потому что сейчас формируется вторая редакция программы, да, по сносу аварийного жилья, о чем Василий Сергеевич вкратце сказал, да, и для того, чтобы дом действительно был признан и включен в эту программу через реестр Минстроя, в дальнейшем заявка направляется в фонд, который будет в дальнейшем формировать федеральную составляющую программы, да, там необходим четкий перечень документов, который, собственно, отражен в том положении, на которое мы ссылаемся. Одним из этих документов является отчет, потом там заключение органов пожарного надзора, Роспотребнадзора, это как бы мы сами
дорабатываем в рабочем порядке. К сожалению, здесь эту процедуру не обойти, и чтобы иметь представление и говорить, ставить вопрос о сносе дома путем его участия в программе, этот документ необходим. Почему вопрос ставится, здесь вопрос немножко неверно поставлен, тут вопрос ставится не то, что там наниматели не хотят оплачивать, а тут, наверное, все проживающие не хотят оплачивать, да, потому что в этих домах довольно много собственников, и, в принципе, львиная доля оплаты как раз и ложится на плечи собственников, потому что это их имущество, они хотят сделать определенное действие, признать его аварийным, поэтому эту услугу необходимо оплатить. Это не требование ДЖО и не требование окружной администрации, это требование федерального законодательства. А вот в части денежных средств это как раз оплата услуги той компании, у которой вы этот технический отчет и заказываете. В принципе, там не маленький объем работы, там инструментальное это исследование должно быть вплоть до забуривания, если необходимо. Там, в принципе, вот эта все услуга, собственно, и оценивается в некую сумму. Поэтому без тех отчета МВК может вынести решение, но это будет не совсем правильно, потому что в будущем может быть очень-очень много вопросов. И в частности у жильцов вот этих домов. Хорошо, спасибо. Но я думаю, что если вопросы остаются, в частности, после нашего мероприятия пытайте. Человек же здесь находится, общайтесь. Так, у вас. Добрый день, Алексей Сергеевич, Анна Лебединская. Да, я так думаю, что многие меня здесь знают. Я, скажем так, делегирована от 2 домов. Это Губина 25 и Губина 27 дома, а также Губина 29/2, если не 29/1, простите, там небольшая одноэтажечка. Я прошу вас помощи в решении нашей сложившейся ситуации, так как последние годы мы занимаемся проблемой, скажем так, сноса наших домов. Дома деревянные. Дело в том, что у нас есть там пустырь, который принадлежит, я так понимаю, частному лицу, судя по документам, да, которые у нас есть. И на эту территорию претендует King-95, небезызвестная строительная компания. Но в последние годы сложилась какая-то непонятная ситуация. Мы получаем многочисленные отписки по поводу того, что, в общем, замкнутый круг. Мы хотим строиться, но нам нужна территория побольше. Насколько я помню, вы были в конце 2014 года там с объездом и дали поручение застройщику сначала снести наши дома, вот эти 2 дома, а потом уже получит он в пользование эту территорию. В 2015 году после публичных слушаний вообще сложилась непонятная ситуация. У нас произошел пожар кладовок, которые находились в опасной близости от наших домов. И такие пожары уже неоднократно у нас возникают рядом с нашими домами. Жильцы у нас находятся в состоянии такой боевой готовности, скажем так, что наша проблема может решиться, скажем так, методом канистра и спички. Дома находятся за красной линией, то есть фактически на территории нельзя строить вот именно где наши дома стоят. Но есть вероятность того, что может появиться неожиданно забор строительный, и там все вот построят. При этом застройщик вот именно в 2017 год, он, можно сказать, самоустранился. Вот, ну, по крайней мере, по информации Игоря Васильевича Ткаченко, да, которую я неоднократно у него спрашиваю, застройщик уже не принимает каких-либо активных действий для того, чтобы он с нами не общается. Мы получили последнее от него письмо в 2016 году, в апреле, в котором он указал, что пока я не смогу построить там дом, вы ничего не получите. Фактически так получается. И самое-то главное, что вот люди боятся, и к тому же, если даже начнется строительство вблизи наших домов, есть риск того, что они просто рухнут нам на головы. Дома аварийные, в наших домах всего 17 квартир находится. В 2 домах, представляете, это не 1 дом, это 2 дома, 17 квартир. Только в нашем доме где-то порядка 7 детей живет, маленьких. Поэтому я прошу помощи в сложившейся ситуации, не знаем, что делать дальше, куда дальше обращаться. Если у нас есть застройщик, пусть он как-то с нами выходит на контакт. Если у нас нет застройщика, может быть, взять эту территорию и передать кому-то, кто действительно сможет ее освоить и будет с нами контактировать, будет с нами общаться. Спасибо. Спасибо, Анна. Ну, вы практически на свой же вопрос сами в своем выступлении ответили. Во-первых, никакой стройки там не будет, пока ваши дома там стоят. Так, почему? Потому что разрешение на строительство мы как раз в том числе по вашим просьбам отказывали. Вот. Сейчас, в 2017 году, почему он на вас не выходит на связь? Потому что у строителей у всех проблемы. Так, и на те участки, где есть большое расселение, они не заходят. У всех свои участки свободные есть.
у Кинга в том числе, где они сейчас стройки проводят, так и, к сожалению, вот здесь, так, это уже для вас, так, они активности там проявлять не будут. При этом это их земля, мы ее изъять там и передать кому-либо, да, не можем. И, коллеги, вот здесь, как бы, опять же, обращаясь к горожанам, не надо сейчас питать иллюзии, что у нас так много строительных компаний, которые вот здесь по городу бегают и ищут место, где построить. У нас кризис пришел, у нас у всех, ну, покупательная способность падает в целом по городу, квартир продается меньше, требования ужесточаются федерального законодательства крайне по долевому строительству. Поэтому с этой точки зрения вот уповать на то, что там придут вот богатые Буратино, у всех все выкупят, вот как на Петра Алексеева по 100 тысяч рублей за квадратный метр платили, вот сейчас с соседним домом судятся, уже год стоит стройка, да? Вот такой халявы уже не будет. Поэтому здесь надо обоюдно всем садиться разговаривать, но мы в любом случае, как только конфликтная ситуация возникает, мы всегда встаем на сторону жителей, так, расселяемых. Вот. Ну и в вашем случае, опять же, еще мы в 2014 году именно по вашей просьбе, ну, жителей тогда стали, мы эти все попытки начать строительство там остановили, так, вплоть до расселения, но, к сожалению, сейчас вот мы в итоге вопросы, скажем так, застройки вот этого дома пока, ну, отодвинули на достаточно большой срок. Тут надо смотреть. Ну, я еще раз говорю, бояться того, что завтра там строительный забор возникнет и стройка начнется, вы вот этого точно не бойтесь. Этого не будет. Нет, я прошу прощения, мы не то, что даже больше забора боимся, мы боимся именно решения вот канистры и спички, потому что дома деревянные. А канистры и спичка здесь но они никому не помогут, потому что вот меня многие там передергивают, говорят, что у нас мораторий на застройки в городе на местах пожарищ якобы был, и он не соблюдается. У нас есть мораторий на застройку мест, где были пожары, вплоть до пока последний переселенец нормальное жилье не переедет, и все проблемы не будут сняты. Так? И, ну, и то таких случаев у нас по городу вот сейчас 1-2. Так? А так, еще раз говорю, вот здесь мы тоже очень четко смотрим. От того, что пожар случится, застройщики ничего не выигрывают, кроме проблем больших для себя лично. Да, итак, коллеги, завершаем. Последние 5 вопросов очень коротко. Здравствуйте, меня зовут Петрова Зарина, я обращаюсь от жильцов села Хатас по улице Дальняя и Южная. Вот у нас уже на протяжении 14 лет отсутствует газ, газификация улицы наших. И в связи с этим некоторые не могут селиться дома, некоторые вот до сих пор отапливают печками, 10 лет живут, отапливают печками. Мы не раз обращались в Сахатранснефтегаз, Министерство промышленности, на что мы получали отказы из-за того, что нет финансирования с администрации города Якутска. И просят, чтобы мы индивидуально провели газ. Но, к сожалению, среди наших жильцов есть и многодетные, малоимущие, которые за счет собственных средств не могут провести. Там около 500 000 нужно влаживаться на газификацию. Там, получается, возле агрогородка, она чуть-чуть отдаленная, там, в принципе, недалеко от газа, несколько домов. Вот как нам добиться для того, чтобы нам здесь на самом деле, конечно же, вот мне порой жители говорят, вот вы обязаны газификацией заниматься. Да? На самом деле это не полномочия городской администрации прокладывать, тянуть магистральные линии газопроводов к тем точкам, от которых вы уже техпресс можете от Сахатранснефтегаза получить. Это минимум Минпром или кто вам там говорит, они лукавят. Так? Но при этом мы помогаем. Вот в том же Багарахе, например, за счет средств города электрификация была проведена, мы в газификацию Кумахтахи Тулагина сделали. Вот. И такая работа будет продолжена. Я буквально несколько дней назад с руководством Сахатранснефтегаза встречался. Мы договорились, что до конца года актуализируем планы газификации, в том числе по пригородам и нашим районам, новым районам индивидуальной жилой застройки, в том числе и дачным. Да? И в рамках них, конечно, будем смотреть. По Хатасам точно надо решать, потому что если мы хотим газифицировать многодетных, которых там тоже 1000 участков даны, мы в обязательном порядке должны до этого решить вопрос по вам, по тем участкам, которые были выделены вот 10-15 лет назад и которые сегодня не газифицированы. И в случае, если мы начнем сразу газифицировать многодетных, вы там между Хатасами и ними остаетесь. Поэтому этот вопрос мы обязательно решим. Еще раз говорю, я прекрасно знаю этот вопрос, он у меня на контроле стоит, мы занимаемся. Здравствуйте. Зотова Яна Александровна, представители нашумевших билибинцев. Билибина 17/3, 2 и 1.
У нас такой вопрос. Прокомментируйте ситуацию. Вот на сегодняшний день мы имеем на руках решение суда о том, что суд гласит, что признать доп. Соглашение, заключенную госконтракту, ничтожным. Прокомментируйте последствия для администрации города и для жителей Билибина. Спасибо. Ну, Яна, вы же знаете прекрасно, что продолжение, опять же, того же решения суда, я его немножко в вольной форме могу сказать, это говорит о том, что реституции при этом не предусматривать. Все, поэтому доп. Соглашение наш департамент имущественных отношений, может, заключил неверно, но вместе с тем обмена квартир, там, о котором говорят, его не будет. Все, вот, хорошо, спасибо. Да. Представлюсь, Петров Евгений Николаевич, занимаюсь обезвреживанием отходов. Не моя тема, я не хотел говорить, но я сегодня услышал шикарную, красивейшую фразу за много лет моих совещаний, встреч. Это была единственная уникальная фраза. Ее уважаемый господин Федоров сказал, что ИЛТУМЭН служит не только для того, чтобы соблюдать федеральные законы, но еще и опережать события. На сегодняшний день ситуация такая. Мы сделали, скажем так, он сейчас модно называется пилотный проект. Это сбор картона, сбор картона, пластика и в этом плане. Поставили оборудование, начали работу, все это мы сделали, наладили все. Столкнулись с простейшей ситуацией, которую мы не просчитывали. Нам просто не отдают картон. Предприниматели, предприятия не хотят ломать старую схему, и все это прямым ходом идет у нас на полигон Вилюйского тракта. Ситуацию не буду рассказывать, вы ее знаете лучше меня даже, да? Но мы можем взять до 200 тонн в месяц переработать картона, ситуацию переломить не можем. Единственное, что я хочу попросить, или просто встретиться, детально обговорить, но, скажем, сделать обыкновенное постановление, которое в свое время было сделано на ртуть содержащие отходы. Постановление есть, оно работает, не работает, это не суть важно на сегодняшний день, это спорный вопрос, но выставить постановление о запрете вывоза полезных вторичного сырья на полигон. Этого достаточно. И вопрос с картоном, а это можем все-таки решить почти 60% всего объема полигона нынешнего закрытой свалки и неоткрытого полигона будущего, сами считайте. Вот единственное, что я хотел сказать. Сергей Николаевич, спасибо. На самом деле, то, что вы сказали, это уже требование федерального закона уже есть. С 2018 года мы, по крайней мере, закон требует, чтобы из мусора удалялся пластик, стекло, бумага, другие полезные компоненты, прежде чем его там перерабатывать, захоранивать и так далее. В нашем городе, поэтому сейчас по линии Министерства ЖКХ конкурс по отбору единого оператора на обращение с отходами будет проведен. Он уже сейчас, наверное, даже идет. По его результатам единый оператор появится, которому будет вменено в обязанности как раз построить новый полигон, построить мусоросортировочный комплекс, на котором эти все компоненты будут удаляться оттуда. И я думаю, что как раз на основе этого можно и как раз сотрудничество с такими организациями, как ваши, которые хотят перерабатывать вторичное сырье, делать. Потому что у нас будет механизм, мы удалять-то будем из мусора металл, пластик, картон и так далее, а что с ним дальше делать, как его малый бизнес будет перерабатывать и на нужды города отправлять, пока его этого нет. Это понятно, все это понятно. Суть стоит в том, что когда случится то, что вы сказали, что придет региональный оператор, это все хорошо. Но это будет год-два пройдет. Почему год-два? У нас он должен появиться по закону с 1 января 2018 года. Сейчас конкурс уже. Хорошо. Я тоже не так уж мало. Так. За это время, год, полтора-два, мы можем переработать тысячи тонн полезного сырья. Мы уже можем... Хорошо, Сергей Ильич, я попрошу Садовникова Дмитрия Ильича вас принять, и если какой-то акт, который мы можем выпустить, можно выпустить в рамках закона для поддержки малого бизнеса, давайте мы его сделаем. Хорошо, спасибо. Вот это Владимир Андросов. Можно, пожалуйста, картинки включить? Кратко, Владимир. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Андросов, я являюсь председателем первичной ячейки инвалидов Сысарского округа. Но у меня вопрос с проектами теплых остановок. То есть у нас нет места, допустим, для скульптур в городе. Это мы можем
легко решить барельефами, допустим, на остановках, да? То есть конкретно по Сайсарскому округу, допустим, у нас уже есть 4 остановки, да? То есть мы разговаривали сейчас с Неустроевым, потом с Ремятниковым, он, в общем, за. И, в общем, у нас очень много... Дети не знают историю города, они не знают название улиц. Это вообще... Ладно, мы вот, люди старшего возраста, у нас была история КПСС, мы знаем, кто такой Яков Потапов. А у любого ребенка спроси, у студента спроси, он не знает, кто такой Яков Потапов. То, что он поднял первое красное знамя, да? И умер в Якутии, мы-то знаем. Вот про Лонгинова никто не знает, допустим. Что этот мальчик 22 года погиб, и, в общем-то, и герой. Да, вот теплые остановки. То есть мы сразу убиваем двух зайцев, делаем памятник и делаем, облагоустраиваем город. Там будет и автобиография, чем занимался человек. Например, тот же Владимир, я вопрос ваш понял. Так, да, коллеги, да. На самом деле время давайте друг друга беречь. Хорошо, хорошо. Кроме этого, есть проект вот таких простых остановок. Я их условно назвал красные остановки, чтобы они было это легко. Как в Англии красные автобусы есть, так и у нас может быть красные остановки. Почему нет? И человек будет стоять на остановке и будет знать, почему. Люди не знают, например, почему авиагруппа, что там был штаб авиагруппы, что там приводнялись гидропланы. Никто ничего не знает об этом, да? Вот так, это про патриотическую, да, тему. И еще второй у меня вопрос был. Я уже несколько лет предлагал поставить на Ильминской, на перекрестке Макаренко-Ильминская кнопочный переход. Потому что там дети-инвалиды учатся, полуслепые, будем так говорить, а живут в городе. Они по часу стоят, Ильминская загружена, боятся перейти дорогу. Это, в общем, вопрос-то не очень сложный. Поставить просто, и дети будут спокойно переходить. И еще мы разговаривали с главой сначала с Неустроевым, потом с Ремятниковым. Они построили там тротуар, Макаренко очень страшная улица, да? Дети ходят по этим лужам, все. Тротуар пришел в негодность. Сыромятников обещал его реставрировать нынче. Может быть, какой-то капитальный тротуар сделать, чтобы дети спокойно ходили в школу, не боялись автомобилей. Хорошо. Спасибо за вопросы. По тротуару я с главой округа переговорю, так какие они могут решения принять. Что касается кнопочного перехода, это на самом деле не так просто, как нам кажется. Так мы не можем по желанию главы города, который действует на основании обращения горожан, ставить на каждом переходе или убирать с каждого перехода те или иные светофоры, переходы и так далее. Все это регламентируется достаточно жестко сегодня и Транснадзором, и органами ГИБДД. Поэтому, если там есть возможность поставить кнопочный переход в связи с тем, что возникает опасность жизни и безопасности детей, то, конечно, этот вопрос будет рассмотрен. Так? Но я еще раз говорю, не мы там окончательная инстанция, без согласования вот этих двух федеральных органов мы ничего там не можем сделать. Так? И, в любом случае, обращение горожан мы всегда рассматриваем, и мотивированный ответ мы потом дадим. По остановкам проект интересный, так, только у меня я не до конца понял, Володя, а кто за это будет платить за все? За изготовление, за тепло там в этих автобусных остановках? А какие арендаторы? Остановка, там обязательно найдутся арендаторы, допустим, тот же МТС или Мегафон. Это не так для меня на сегодняшний день очевидно, потому что мы же постоянно проводим и предлагаем нашим предпринимателям, и в том числе и сотовым компаниям, и компаниям, которые кредитные кооперативы, открыть свои отделения в теплых остановках. И, к сожалению, еще раз говорю, сейчас не очень простые времена для бизнеса, коллеги. Так, не так, чтобы там у всех прекрасно, все открываются. Мы готовы. Если предприниматели будут, если интерес есть, так, то мы за. Так, и, конечно же, идея
их каким-то образом привязать к патриотическую тематику, для меня тоже очень близка. Я думаю, что мы в этой части сможем поработать. А так, Добрый день. Спасибо за неравнодушие. Вот Володя вообще, он человек скромный, не сказал так, но он сейчас вот автор проекта по обустройству памятника Володе Лунгина, вот так, Герою Советского Союза. И я очень надеюсь, что в следующем году мы как раз сможем этот сквер у нас с Айсара сделать. Спасибо. Добрый день. Моя фамилия Нестерева, я из Пригородного. Вот я хочу поблагодарить тех, кто меня сегодня пригласил. В такому, конечно, форуму не всегда попадешься. Так, был у меня один наболевший вопрос, но это я чуть попозже. Хочу задать вам два вопроса, ну, выходит три. Первое. 1973 года я состою на учете для получения квартиры. 1973 года. И 3 года, уже 4-й год идет, я получила ипотеку по Халтурина 2, дробь 2. Значит, первое, это очередь, в которой я стою. Я 25-я была в течение 20 лет. Так, и теперь ипотеку я встала, 4-й год плачу, до сих пор непонятно. Это Халтурина 2, дробь 2. Это мои наболевшие вопросы, потому что не один год я на этот вопрос все думаю. Сегодня я очень рада, что этот вопрос задаю вам. Так, и следующий самый наболевший вопрос. Как пригородном я уже живу 30 с лишним лет, около 40 лет там я работаю, и у нас есть подсобное хозяйство. Нынче у нас аренда земельного участка закончилась. Я еще в апреле подавала заявление. Так, и в мае получаю отказ. И до сих пор с этим отказом 2 дня назад мне подписали, мы договор подписали, это еще не утвержден. Спасибо, хоть подписали. Но я сенокос еще, как говорится, еще не начала. И следующее. Именно по сенокосному угодью нынче зимой с февраля месяца в сторону города КАМАЗы возили песок. Сейчас там косить невозможно. Там хотя есть 2 дороги, да? Вот к моему полю. Нет, они посередине. Целых 2-3 дороги. Там косить нечего. Вот я хочу сказать, прошу, ваши чиновники, пусть внимательно читают договора, потому что это не 1 год, а 30 с лишним лет мы держим, и на тебе, я нынче без ничего, и так травы мало. Совсем травы нету, нынче наводнений, как вы знаете, воды нет. Ну, спасибо. 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 По Халтурина 2, дробь 2, я так понимаю, что вы про дом бюджетников же говорите, так? Вот первые его подъезды, они будут вводиться как раз уже вот в конце августа, в начале сентября. Я думаю, что в сентябре будет уже ввод. 1-й, 2-й, вот 3-й, на самый последний он у нас пока не вводится, потому что там есть проблемы, связанные с растеплением грунтов, а остальные должны будут уже вводиться. Так, поэтому я думаю, что там все нормально. Так, что касается аренды земельных участков, ну, Лена Анатольевна, хорошо, что вы решили, так, но по сенокосному угодьям у человека есть вопрос, надо все-таки наших сельхозников максимально поддерживать. Если их участки пришли в негодность из-за автотранспорта, там, проезда их и так далее, то надо им максимально в других местах пробовать землю дать, тем более, как показывает опыт, им слишком много-то земли и не надо. Ну, к сожалению, у нас вот это уже и культура наших водителей в том числе, да, по прямой поехали. Ну, так это ж на всех не напасешься контролеров. У нас сегодня она на самом деле не двигается. Почему? Потому что все жилье, которое мы строим по линии финансирования нашего государственного, оно идет в первую очередь на программу переселения из аварийного жилого фонда. Она формально есть, она фактически есть, но мы пока не расселим аварийное жилье, мы ее пока двигать ее не можем. Спасибо. Коллеги, я понимаю, что вопросов очень много, но давайте все-таки последние вопросы в сторону пожилых людей, потому что люди пришли, надо им задать. Добрый день.
Я по ситуации с застройщиком, возникшей при застройке квартала 9А. Окружная администрация заключила договор на застройку этого квартала с СО «Трансстрой». Как они вначале обещали, и согласно этого договора, там всего 20 четырехквартирных жилых дома, из которых, согласно этому договору, застройщик обязан предоставить жилье жильцам, проживающих в муниципальных квартирах. У остальных жильцов он обязан был выкупить согласно этому договору. Но после заключения такого договора выясняется, что у них денег нет на выкуп, и они предоставляют какие-то там свои квартиры, которые нас не устраивают. И в итоге ситуация, началась подковерная борьба, подключился уже и Народный фронт, и подключились уже федеральные структуры, депутаты Госдумы. В итоге 20 апреля состоялась встреча в управе строительного округа с жителями квартала 9А, на котором прозвучало предложение, которое нас удовлетворило от Департамента жилищных отношений. Я сейчас, к сожалению, не помню фамилию этого представителя, но она пообещала предоставить устраивающее нас жилье, а нуждающимся обязан был выделить вот этот застройщик квартиры в обмен. Ну, чтобы не задерживать тут внимание слушателей, я просто Арсений Сергеевич, прошу принять у нас письменное обращение и дать вопрос по существу вот этого обращения. Хорошо, спасибо. Давайте сюда обращение, мы рассмотрим. Арсений Сергеевич, тут очень просит женщина вот насчет... Антон, два слова можно мне? Да, конечно, Харламов Назарович, говорите. Уважаемые горожане, вы знаете, что 4-й год в городе работает Общественная палата городского округа, город Якутск. Говоря простыми словами, это тот мостик, через который вы можете передать не только жалобы на действия властей, но и свои предложения, замечания по решению тех или иных проблем города Якутска. Так же, как вот сегодня проекты, очень интересные проекты. Я думаю, сегодня состоялся очень нужный, конструктивный разговор. И те проекты, которые были представлены сегодня, будут у нас на контроле Общественной палаты. Общественная палата проводит не только вот, общественное слушание, но и приемы граждан по округам. Буквально недавно в Сайсарском автодорожном округе мы принимали граждан, а в понедельник будет прием граждан в Маркинском округе. Я призываю вас, дорогие граждане, быть активными. Прошло то время, когда на каждый роток накидывали платок, как говорится. Поэтому активно участвуйте в общественных слушаниях, форумах, акциях, которые проводятся в городе. У нас в городе очень активно развивается общественное движение, поэтому будьте активны. Спасибо. Здравствуйте. Ольга Калачикова, одна из инициаторов проведения ярмарки и пристройства бездомных животных и круглого стола. Вот на нашем круглом столе вчера как бы речи не было о том, чтобы содержать бездомных животных пожизненно за счет местного бюджета. Мы обсуждали вопросы по сокращению численности бездомных животных, а также об ответственности владельцев домашних животных. И одна из способов сокращения численности – это стерилизация, так как любая популяция, как ни парадоксально, после большого сокращения численности... Ольга Николаевна, извините, пожалуйста, на правах организаторов все-таки у нас эта тема уже бездомных животных прозвучала, да? А мы все-таки с уважением, и так как мы вышли из регламента по техническому регламенту, мы должны заканчивать, хорошо? Я думаю, что сейчас вот здесь Лариса Ивановна находится, да? Также вы можете сейчас после завершения подойти. Также я напоминаю, что сейчас к нам поступили вопросы также в онлайн-формате.
формате. Мы их сейчас, к сожалению, зачитывать уже не успеваем. И вот нашим зрителям мы сообщаем, что ваши сообщения приняты, и мы во все вот эти компетентные инстанции обязательно экспертам отправим. И прошу, да, нашего модератора все-таки подвести итоги. Да. И мы все надеемся, вот, наверное, участники, да, быть услышанными, потому что все-таки такие площадки нужны, проведение таких площадок. И мы спасибо. Это наш не последний формат, да, это наше только начало. Да. И мы все относим себя к неравнодушным горожанам. Спасибо. Да, спасибо. Но мне кажется, диалог в принципе состоялся, он был очень продуктивный, очень конструктивный. Этот формат, он был экспериментальный, я думаю, что он показал свою эффективность. Будем продолжать в более масштабном виде, возможно, в более продолжительном виде. Александр Сергеевич, вот подведите, пожалуйста, черту, как вам понравилось общение? Большое спасибо. Так, вот вы знаете, я честно скажу, меня там сейчас вчера на дебаты со мной мои кандидаты не пришли, так, а потом начали писать, что вот нечестные дебаты, Николаев дебаты боится, да. Вот я бы очень хотел посмотреть, как они сюда придут и вот на эти вопросы будут отвечать, так, потому что после таких вопросов, после таких проблем, вы знаете, ну, с этими кандидатами выйти и поговорить на отвлеченные темы там философствующие, знаете, ничего проще не бывает. На самом деле вопросы все очень важные, очень нужные, так, и за каждым из них не только проблемы, которые затрагивают десятки тысяч людей, а судьба каждого человека. Вот я вот всегда стараюсь как раз на такие вопросы именно так реагировать, потому что решение той или иной проблемы, оно в конечном итоге помогает, с одной стороны, тысячам людей, а с другой стороны и конкретным людям, вот в том числе и тем, которые здесь сидели. Конечно, страшное дело, когда людей по ошибке кадастровых инженеров сейчас просто оставляют без жилья. Страшное дело, когда в результате пожара гибнут люди, а потом оказывается, что человек сегодня остается без никаких прав на жилье. Страшные проблемы, вот, связанные с теми, на самом деле, очень непростыми вещами, которые связаны с переселением из аварийного жилья, они у нас повсеместно, к сожалению, встречаются. И вот эти вопросы мы, конечно, должны решать. Вопросы инфраструктуры городской, они тоже имеют место быть, и школ, и дорог, и внутриквартальных проездов. Но самое главное, что мы их решаем. Так решаем, причем решаем достаточно быстро, уверенно. И вот что мне всегда нравится, я всегда в своей работе чувствую поддержку наших горожан. Вот даже сегодня вот те вопросы, которые были, они все... Я рад, что сегодня, вот видите, уже люди презентуют проекты, говорят, вот мы, Александр Сергеевич, соорганизовались, мы сделали проект, пожалуйста, этот проект поддержите, там, реконструкции того, всего, тех или иных проектов. Вот Володя принес вообще проект, который касается вот автобусных остановок. И он не просто проект автобусных остановок, он еще и патриотическое воспитание затрагивает. Вопросы содержания животных, они, конечно, тоже, безусловно, нужны. Так, я сам животных очень люблю. Я за то, чтобы их в нашем городе было всегда много, но они не должны быть безнадзорными. Это вот, у каждого должен быть хозяин. И вот этого мы должны все вместе добиваться. Поэтому я вообще рад, что такой форум состоялся, такая встреча состоялась. Всем удачи, всем успехов. Будьте такими же неравнодушными, какими вы были сегодня. Спасибо. Можно предложение организаторам? Да, все-таки вот мы просидели здесь, да, послушали, очень хорошие проекты, вопросы. Но хотелось бы, чтобы как-то отделить надо форум, где проекты предоставляются, понимаете, общие вопросы, общие проблемы для города. А отдельно и вопросы, где проблемные жилищные вопросы. Понятно, что Алексей Сергеевич пришел, и все, получается, дают проблемные свои личные вопросы. Поэтому вам надо отделить или это проекты, или это проблемные вопросы жильцов. Мы комбинируем. Лариса Ивановна, спасибо большое за предложение. Правильно, мы это учтем. правильно. Мы с вами не первый раз на этой площадке встречаемся. Мы до этого проводили именно отдельно по бездомным животным. Мы тематически дальше будем проводить эти форматы.